Бисмиллах, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, массей раби истекюэль. Доброй ночи, уважаемые мои друзья, подписчики, доброжелатели и не очень доброжелатели. Сегодня у нас воскресенье, время стримов, прямых эфиров. Алейкум ассалам. Только что приехал из Дагестана, чтобы лично сам увидеть масштабы катастрофы, которые произошли после наводнения. А точнее, я побывал в Хасавюртовском районе, в селениях Кадыр-Атар, Адиль-Атар и Тутлар. На чеченском Адиль-Гуатар, Кайдыр-Гуатар, Дич, Юрт. Вот из этих селений побывал в офисе, который находится прямо рядом с кольцевой Хасавюрта. Первой кольцевой Хасавюрта, если я не ошибаюсь. С первого момента, как я заехал на территорию Дагестана после Чеченской Республики, что я увидел, что вдоль дороги стоят активисты, волонтеры, ауховцы, молодые ребята, стоят вдоль дороги, собирают в поддержку тех людей, которые пострадали от наводнения. Сегодня я познакомился с многими братьями. После короткого общения в офисе мы направились Умадац Рамза. Мы отправились сразу в эти селения. Честно скажу, мы поехали на легковой машине, но поскольку это место фактически невозможно проехать на маленькой машине, вода еще оттуда вот-вот только уходит. Наиболее пострадавшие Адиль-Атар. Честно скажу, вы увидите завтра видео. Я постараюсь понемногу загружать. Большие размеры не смогу, буду по кускам закидывать, чтобы вы посмотрели всю картину пострадавших. Узнал очень много нового. Узнал о произошедшем. Сразу же с самого начала хочу, чтобы довести до вас
Секунду, подождите, у него технические неполадки. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Так. Теперь меня слышно? Раз, два, три, четыре, пять. Всем доброй ночи. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дайте знать, мне слышно или нет. Хэшуй суалиш. Алейкум салам. Все хорошо тогда. Надеюсь, дальше будет слышно. Итак, уважаемые друзья, давайте я начну сначала. Сегодня я только что приехал с Республики Дагестан. Ездил наиболее пострадавшие и ближе к нам, к Чеченской Республике, с Хасавюртовского района, в 3 селения: Адиль-Атар, Кадыр-Атар и Тутлар. На чеченском языке Адиль-Котар, Кайдер-Котар, Дичюрт. Вот. Чтобы не было такого, чтобы зрители не сказали, что говорить всегда проще: поехал ли ты сам, увидел ли ты сам, побывал ли ты сам, прежде чем предъявлять кому-то какие-то претензии. Детишка, да. Чтобы люди не сказали этого, а подписчики могут сказать, я решил, я и со мной наш брат Руслан, поехали вместе туда посетить, пообщаться с нашими братьями, увидеть их, услышать их, чтобы они почувствовали сопереживание, чтобы они знали, что мы всегда переживаем, что мы всегда с ними, думаем, делаем дуа за них. И тот, кто помогает, по мере возможности помогает. Сразу в начале нашего эфира я хочу, чтобы вы понимали, руководство Чеченской Республики, глава Чеченской Республики, команда полностью поддерживает, держит 24 часа, как говорится, на пульсе, что им нужно помочь. Мы видели видео, я загружал сам их, вы видели, сотрудники МЧС поехали туда, там аппаратура и так далее и тому подобное. Все, что есть, зависит от руководства региона, делает. Опять же, чтобы люди понимали, что Чечня – это один из регионов, который тоже пострадал от паводков, от наводнений, от обильных дождей и селевых сходов на территории Чечни. То же самое Биной, Джалка, Кундухово, огромные разрушения, инфраструктура и так далее и тому подобное. Но, альхамдулиллах, благодаря четкому руководству нашего региона, у нас все это держится под контролем
нашего главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. И здесь я почему многие, чтобы мне написали, а почему ты не говоришь о нас, авторы, шали, мосты, огромное количество, это все мы видели, это все мы слышали, видели на WhatsApp, мы видели, так сказать, все по Инстаграму. И несмотря на это, на всю эту ситуацию, мы, вкратце, если сказать, ситуация полностью под контролем, строится уже сиюминутными, так сказать, темпами, строятся новые поселки, новые дома. То есть в Чеченской Республике с этим вопросом все хорошо. И несмотря на это, все равно руководство и в этих селениях, в 3 чеченских селениях, имеется в виду, где проживают компактно чеченцы Хасавюртовского района, я их называю АУХ, поехал в офис на Первой кольцевой в Хасавюрте, познакомился с ребятами, которые там работают, которые пообщался с теми людьми, которые непосредственно все чувствуют, видят и знают о всем. Передал слова от простых блогеров, общественных деятелей, узнал, кто приехал, кто не приехал, имеется в виду, вот, я сразу, чтобы было понятно, мы говорим о простых людях, которые ведут небольшие, средние блоги, то ли большие блоги, вот об этих людей. Я не имею привычки называть какие-то чьи-то имена, чьи-то фамилии. У каждого человека есть свое мнение, возможно, есть свои какие-то цели, которые поставлены перед ним. Узнать, что находится в душе, алейкум салам, невозможно. Поэтому я хочу, чтобы некоторые мои братья и подписчики понимали и знали. Я в том числе, когда я говорю анохчала, онхала, адмала, обо всем этой ситуации, я призываю тех людей, которые непосредственно сидят, сопереживают, говорят о боли, о трагедии в Дагестане. И это все понятное дело, и мы никому только присоединяемся к этим всем трагической ситуации. Но боюсь, что некоторые могут неправильно понять мой посыл. Здесь речь идет непосредственно только о тех людях, которые собираются только поехать, только помочь, только по мере своей возможности, в первую очередь, чтобы ребята не проезжали мимо тех офисов, где собираются волонтеры для селения Адиль-Атар, Кадыр-Атар и Тутлар. Так вот, если коротко, я обязательно завтра загружу небольшие, как говорится, видеоролики. Мне нужно их сегодня подмонтировать. Вы увидите сами, какова ситуация. Честно скажу, возможно, я хотел только пообщаться с людьми, поскольку я знал, что там будут жители этих селений. Я мог бы пообщаться с людьми в этом офисе, с председателем, непосредственно Мусой, который занимается этим вопросом, с его помощниками, который является имамом, Али, с ними пообщаться и приехать. Ну, то, что я хотел отдать и приехать. Но когда мы общались, и у меня есть очень интересный момент, которым я хочу довести до вас, с которым я не был знаком, поскольку все знать невозможно. Я узнал, что именно в этом месте, где находится ныне офис «Рука помощи», фонд «Рука помощи», в этом месте буквально, получается, в 1994 году, когда началась первая чеченская военная кампания, именно в этом месте, на том же месте, буквально метр не могу сказать, но буквально на том же месте находился офис, где принимали беженцев из Чеченской Республики. Это было в 1994 году. И так получилось, что по воле Аллаха
прошло столько лет, сегодня поменялись ситуациями. На том же месте находится офис, где сегодня собирает поддержку и помощь этим селениям. Ну, честно сказать, когда Али сказал, что здесь рассказать и на фотографии, и на видео, это будет не то, если вы сами не увидите, и чтобы мы поехали, посмотрели. Мы доехали, посмотрели, ситуация очень критическая. Я, честно сказать, поехал в кроссовках, в этих вещах, но без специальных резиновых сапог я не смог, как говорится, даже выйти с машины. Опять же, машина большая, специальная, которая проедет там вездеход, который может проехать. То, что забегать заранее и рассказывать, что у нас на этих роликах, я не хочу, ну, чтобы вы могли сами наблюдать всю эту картину. Что было для меня особо важным? Эти люди не паникуют, они не плачут, они ни у кого не просят, вот, помогите нам и так далее и тому подобное. Единственное, что просят, сострадание, единственное, что просят, понимание, и чтобы люди знали, информационное распространение, что происходит, что там произошла эта беда. То есть информационная поддержка от блогеров, так сказать. Вот от них что нужно было. И вот все, что. А так наши ауховцы, чеченцы, Садиль Атара, Кадыр Атара, из Тутлара держатся мужественно, стойко, несмотря ни на что. Очень гостеприимные, очень добрые люди. Но в глазах была видна усталость, потому что первая волна, как они говорят, они еще могли отремонтировали, а вот вторую волну они уже не смогли и ничего с ней сделать. В основном причины и проблемы я тоже посмотрел, увидел. Это, опять же, растительные каналы неочищенные, неукрепленные дамбы. Но вся эта ситуация, как и, в принципе, наверное, везде, и об этом говорят все блогеры, все знатоки, все, кто там проживает, имеется в виду в Дагестане, что в центральной части, что на ее окраинах фактически одно и то же. Вот. Что можно сказать? Я услышал огромную благодарность за то, что обратили внимание, за то, что приехали, как свой адрес. Ну, я-то не важно, у меня и небольшая такая аудитория. Адрес Халида, кажется, этого блогера, молодого парнишки, который поехал. Фамилию я, к сожалению, не помню, то ли Кадыров, то ли Абдул-Кадыров, блогер. Он их порадовал, они благодарили, это единственный блогер, который приехал, они говорят, который приехал туда освещать и как-то посочувствовать в данное селение, в данный штаб, подарил путевку на Умру одному из участников, активных участников. Я увидел имамов Тутлара, увидел имама Адиль Атара, вот, и думаю, Кадыр Атара тоже, я сейчас на лица уже не помню всех, Халид Вакуев, да, наверное, или Вакуев, возможно, я не знаю, Халид, знаю его имя, тот, который раздает Вакуев, Халид Вакуев, Бяхман Билаш. Халид Вакуев, который приехал, был первым, получается, я второй. Ну, опять же, моя специализация немножко иная. Я пообщался, поговорил с людьми. Очень каждый хотел, чтобы я зашел к ним,
поел там, ну, в этих местах, несмотря на это все, что там происходит, и благодарность всем, кто приезжает, замечает и не забывает. Конечно же, я и Руслан, мне досталась спецодежда, сапоги, я прошелся по всем, на видео вы увидите дома, в которые я заходил, в которых были лужи, они вот-вот могли даже обрушиться. Это Халид Кадыров, этот блогер. Я не знаю, Вакуев, Кадыров. Я вроде бы сказал Халид Кадыров, вы говорите, нет. Я зашел, и эти дома чуть ли не... Само собой, мне пришлось нагинаться, проходить. Они могли в этот момент обрушиться. Дом имама Адиль Атара, который держится очень стойко, ни у кого ничего не берет, с первых дней ходит там, занимается до сих пор всем этим. Это ни от кого ничего не требует. Я удивился. Дом его полностью под снос. Фактически там жить уже невозможно. Все трещины. Проживающие там люди, в основном, вы должны понимать, что дома у многих из саманные дома, а вода особенно такая высокая, вода, она не щадит вообще. Саманные дома просто-напросто поплыли. Самое удивительное, когда мы проезжали на машине, когда я увидел курам пастись негде. Сарай обвалился, они сидят на крыше этого сарая. Это то, что я видел своими глазами. И рядом прямо растет дерево, и они забрались на это дерево, сидят на дереве и сидят на крыше. Больше некуда, вообще спускаться негде. Понимаете? Это вот такая вот картина, которая вот, если ты людям будешь как будто снимаешь вот голливудский фильм после апокалипсиса, после военных действий, после стихийных бедствий, вот в фильмах как снимаешь, вот такая же картина. Я постарался всю эту картину зафиксировать, надеюсь, вы посмотрите, увидите. Обязательно постараюсь скинуть номер этого фонда, кто хочет поддержать их, кто бы отправил поддержку. Что касается одежды, это всего, как сказал Муса, этого в достатке. Остальные вопросы поддержки вы можете просто пройти по QR-коду и помочь этим людям. Все это не рассказать. Я, как житель нашей республики, который во время и Первой, и Второй войны никуда не уезжал, был дома, эта картина очень нелицеприятная. И вы знаете, что самое интересное, по левую сторону, когда едешь Адиль Атар, когда едешь дальше в Тутлар, там идет Кадыр Атар, потом Адиль Атар и потом Тутлар. С правой стороны я увидел огромные просто, наверное, приблизительно, чтобы вы понимали, как, может, 1,5 или 2 Грозненских моря. 2 Грозненских моря. Такое огромное водохранилище. Я думал, что вода оттуда я 82-го. Алейкум ассалам. Я думал, что это водохранилище. Думал, может, оттуда что-то прорвало. Я спрашиваю, а что за водохранилище или озеро?
И я удивился, когда мне сказали, что нет, это не водохранилище и это не озеро. Это огромное поле, как два наших Грозненских моря, на котором волнами вода до сих пор стоит, там ветер, и волнами вода стоит. Глубина где-то может быть метр, может быть чуть меньше метра, мне как объяснили жители оттуда. Туда добраться я не смог, я максимально приблизился, камерой приблизил это, посмотрел, зафиксировал. И это прямо там, в этой воде стоят дома. До сих пор некоторые. Алейкум ассалам. И это было очень страшно. Страшно в каком плане? Было жалко. Кроме волонтеров, которые там помогают, МЧС, там несколько штабов, там в каждом селе по одному штабу, который я увидел, людей фактически, те, которые там пытаются что-то вытащить, пытаются вытащить мебель, почистить, обрушенная аптека, то обрушилась полностью. Магазины, которые были по метр вода высотой, затопило, потом люди сейчас вытаскивают, альхамдулилlah, которые вытаскивают свои вещи. И эти вещи, конечно же, это просто и нечего сказать, в принципе, что ты сделаешь там. Надеюсь, уже после того, как и самое в первом селении, второе селение подсъемки, чтобы у люди там не сказали, вот ты поехал, их послушал, приехал. Я со всеми поздоровался, поблагодарил их, сказал там слова соболезнования, сказал, что Нохчи народ полностью поддерживает, сопереживает, что делает дуа за наших братьев, за часть нашего народа, где бы они ни проживали, в Дагестане или на Ямайке, без разницы. И беда нас объединяет. То есть высказал эти слова. И после, попрощавшись, я сам уже ушел, одел резиновые сапоги и начал ходить по домам, по улицам, по лужам, по этой слизи, грязи, везде, чтобы, как говорится, пройтись и показать все, заснять. Все, конечно, невозможно, я по чуть-чуть заснял, боюсь, что эти картины все показывать, это люди тоже, в принципе, могут немножко не так понять, но до людей, чтобы довести. Потом, после Адиль-Атара, я поехал в Тутлар, Дитишка, селение. И, вы знаете, я не знал, к моему стыду, я не знал, что, как не знал, что штаб находится на том же месте, где находился в 1994 году штаб для приема чеченских беженцев. Точно так же я не знал точного количества, по словам жителей и непосредственно волонтеров, которые там занимаются всем этим, до 5000 жителей в этих трех селениях. В процентном соотношении, наверное, 95% или 97% может быть, если не больше, там проживают только чеченцы. Нохчи Буцига Ашбеш. Спрашивал про нашу, как говорится, историю этих селений, я знал, в принципе. Спрашивал, какого тейпа, ну, в любом случае, как-то нужно было своими братьями пообщаться. Все чисто наши, в основном, или нахчмахкоевские тейпы, или же акинские тейпы, ну, которые относятся сегодня к акинским тейпам. Вот. Что еще? Опять же, очень сильно благодарили Халида за то, что он приехал. Они об этом снова и снова говорили, куда бы я ни поехал. Сказал, вот просто я это рассказываю для чего? Для людей, которые, вот я сказал вам позавчера, чтобы было понятно, рассказывал, что Мишаду, что Чуаху, все, которые там разговаривают, тем блогерам, которые ведут разговоры эти, да, о том, что надо, но кроме надо, всем все надо. Забыли о том, что там
конкретно. Может быть, многие, я уверен, почему-то, но не все историки, не все знают, может, и не знают, что там есть чеченские эти селения, в которых, Хасавюртовского района, которые ушли под воду. И поэтому я непосредственно и говорил, раскачайте, посмотрите, покажите. Потому что люди оттуда требуют, они не просят, еще раз, они не просят ничего. Сам Муса, председатель этого фонда, 4 раза сказал, когда я брал у него интервью, 4 раза он говорит, мы не просим у вас ничего. То есть, в этом плане. Но гейтит и ситуации, то есть в остальных местах люди показывают всю трагическую картину, показывают все это, а вот хотя бы общественники, блогеры должны показывать это. Вот ирцель, чаяние, все, что они хотели в основном. А все остальные, те, кому нужно помочь, они оставили номера, реквизиты, кто хочет отправить или помочь. Честно сказать, я вчера здесь не выставлял, но сказал, если кто-то хочет, чтобы я передал туда, поддержать, если вы хотите там отправить поддержку, вы можете, на моей странице есть номер помощь донат написано, отправьте, я отвезу и отдам. Вот, но специального счета я не открывал и на это внимание не обращал, чтобы люди непосредственно прямо обращались в фонд «Рука помощи». И надеюсь, тот, кто желает, может им помочь им. Вот. Честно сказать, после этого всего я приехал уже ближе, начало темнеть, ближе к 7-8 часам мы обратно вернулись в Хасавюрт. Там была подготовка. Сейчас я отвечу на ваши вопросы. Там была подготовка, уже они готовились к следующему завтрашнему дню. Был председатель, помощник председателя, передал им салам маршал, сфотографировался и вернулся только что домой и решил до вас довести, что все желания, пожелания хорошие от нашего народа я передал, чаяние передал. Также и очередной раз, кроме того, что сказать, и дүйч берши, который дүйч уахошин шей блогшка, дүйч бершбуй, харкахде дершо, шун хайт ба цаха ой койуртуцига нохчи ашбол цен даган подснятин. Просто тхо дехкнир хаус дехкнир шу дог хас дехкнир дистхил дехкнир элче докук душунцига. Поэтому и само собой все, что мы можем, как говорится, сделаем своими силами. Что касается остальных, боюсь, что немножко там начали писать комментарии, вот этот сделал. Слушайте, но насколько я знаю, в моем понимании, то, что я сказал, это было Ксай 5577, уважаемый Ксай, фурами воду отвезли не в этот офис, не в Хасавюртовский офис. Про это мы тоже знаем. Эти 16 фур направились в Махачкалу. Я говорю о Хасавюртовском офисе. Там, где проживают, в основном потоплены были чеченские селения. Ну, там проживают в основном чеченцы Дагестана. Это совсем другие вещи. Поэтому я, по крайней мере, целенаправленно не спрашивал, но перечисленные и те данные, которые скидывает этот фонд, я подписан, я смотрю, помощь поддержки пришла с Сочи, Краснодарского края, с Кабардино-Балкарии, РСО Алания, Моздока. С Моздока 2 раза. 1 раз и водой, и питанием, если не ошибаюсь, а потом с покрышками, кажется, для укрепления дамбы.
Ну и само собой Чечня не в счет, потому что чеченцы это Шейчер, Каушнохчи, я имею в виду руководство региона, и так за ним смотрит. Вот. А по остальным вопросам, я как говорил еще 2 дня тому назад, и сейчас говорю, ни в коем случае я не осуждаю или не говорю, что Хакар, я никогда никаких имен не называл. Тогда Абяхмобил, просто я в статусы ставила с нашидами наши ребята. Я понимаю, Касиль, но я тебе говорю как есть. Они направились в Махачкалинский офис главный, 16 фур туда отправились. А я говорю о Хасавюртовском офисе. Башлам, там гум помощи в Маметкале ставить места нету. Пишет идея Латкиза. Я не знаю, до Маметкалы я не доехал, я бы и не успел, и физически был дигдич, социально. Я поехал к нашим, те, которые от нас недалеко, Вайнахчу, Борчу, Ванерсу. Я, опять же, чтобы вы понимали, никаких осуждений, ничего нету. Тот, кто помогает, кто хочет, отправляет в ролики. Есть сейчас чеченские бойцы, ACA, президент или как его там, он тоже выступал, я видел ролики, тоже выкладывались, что он сказал, что выручка от этих направится в поддержку там. Кто-то тайно делает, там, Хамзат тоже направил. Я куда они направили, что они направили, я за этим не слежу, честно сказать. Я не говорю, что они не делают. С фонда имени Кадырова вроде привозили же с Чечни генераторы попить, помпы, воду. Касил, да, я же рассказывал, ты просто в начале эфира не было, привезли. МЧС направили, помогали МЧСники, то есть работали, тот, кто мог поехать на машинах, поехали. Все это, да, Магомед Бибулатов, Чаборс тоже сказал, что отправят поддержку. То есть я не могу знать все, куда отправить, но те какие-то моменты, которые есть, которые помогают. И если вдруг люди не знают, если они не осведомлены, что там есть 3 наших селения, я об этом даю знать. Башлам, эти 2 моря воды уходят потихоньку или некуда идти. Ламро, да, я насчет Кадыр-Атарского моря я не видел, но Адиль-Атарское море и Тутларское море, оно потихоньку впитывается. Тутларское, вся вода поднялась и пришлось прорезать дамбы тракторами, местными усилиями, ребята вырыли, перерыли дорогу и эту воду направили на поля. И там образовалось, ну, как море, это само собой в кавычках море, эти ложи, как озера, и ушла вода на поле. И там вода впитывается намного быстрее в Тутларе. В Тутларе как бы вода спала. Но, опять же, там точно такая же грязь, вы увидите съемки с дома. Я заходил в дома, спрашивая у разрешения у хозяев, зашел, снял внутри. Вот. А что касается Адиль-Атарского, в кавычках, моря, да, оно маловероятно, что в ближайшее время оно уйдет. И плюс, когда я выезжал, там уже начинались, опять же, моросило, идут дожди. И сами жители, которые там остались, и в этих оперативных группах, где есть люди, они говорили, что они ждут 3-ю волну, что еще 1 раз должно быть. Но уезжая, я посмотрел русло дамбы, русло реки. Вода там не поднималась, но ее не чистили очень давно. И я не знаю, честно сказать, не дай Аллах, конечно, если 3-й раз будет. Дороги уже тоже. Самое интересное, вдоль дороги стоят 2-метровые такие проводочки, как штыри арматурные. И на краях, как маяки, на краях висят синие веревочки, красные веревочки. Водитель, который нас отвозил, наш брат, говорит, знаешь ли, что это обозначает? Я говорю, что нет, не знаю, что это. Он говорит, эти маяки во время наводнения, они высотой где-то 1,5-2 метра, указывали камазистам, всем тем, кто спасал людей оттуда, с Адиль-Атара, Кадыр-Атара, с Тутлара, показывали дорогу, чтобы они могли их вывести, людей.
То есть вот эти маяки, они побили вдоль дороги, и они до сих пор. Дороги после воды, конечно, очень сильно пострадали, они все потрескались. Там, я думаю, Лидия, там такая ситуация, если очистить русло реки, если укрепить его, всю силу направить, то этим селениям ничего не грозит. И в дальнейшем. Но я спрашивал о том, когда было такое наводнение. Они говорят, что такого наводнения было 4 раза, но самые сильные наводнения были еще в советские времена. Вот, то есть еще 30-40 лет тому назад. Вот такая ситуация. Я, конечно, не специалист по земляным, но я зафиксировал в 2005 году, вот в 2005 году было наводнение, Горец пишет. Ну, получается, 21 год тому назад было. Те дамбы, которые там сделали, это в Адиль-Атаре. Люди сами построили, вот дамбу выстроили. Она 1,5 метра шириной. Попытались как-то сделать, но вода очень сильно поднялась. Это уже 4-й раз, говорят. Вот 4-й раз потопление. А почему не очистили, знаешь? Я в телеге напишу. Лидия Ларкзина. Честно сказать, почему не очистили, это я не знаю. Это вопросы к руководству района и региона. Я не могу узнать это. Это соседние регионы. Это от меня не столько зависит. Говорили ли об этом, предупреждали ли об этом жители данных селений? Конечно, думаю, что говорили. Если тем более это уже в 4-й раз. Это, конечно, в 2002, 2005, 2000. Вот, смотрите, периодические затопления. 2002 год, 2002 год, это получается 24 года тому назад. 2005, получается 21 год тому назад. И 26 подряд 2 раза. А где они будут строиться, бедные люди? Где они будут строиться, эти вопросы с ними еще пока никто не обсуждал. Я так понимаю, до них еще очередь не дошла. И мадаяс бошты гуайчар кайхам яшена. Хотя бы войнов чей бацар и 2 глаш беша, кахиеч беша, царь бистхельчишт, бистхеларцане. Опять же, деш беш, деш бушун. Днем и ночью мы не говорим о государственных структурах. Еще раз, чтобы вы были понятны, что эта ситуация, как Муса указывает, им говорят, сейчас, насколько я знаю, должна вода уйти, и только после этого уже начнут какие-то работы. Вот, с переселением или не переселением, все остальное, это уже как будет с укреплением дамбы или нет, эти вопросы уже, наверное, все-таки к администрации и руководству региона, это не в нашей компетенции. Башлам, я повторяюсь, в Тутларе нужен, вот пишет, в Тутларе нужен хороший гусеничный экскаватор на пару дней. Ага. Вот пишет один из жителей Тутлара нам, что на пару дней с таким лидером чеченцев, как Рамзан, мы не бедные. Сейчас речь не об этом, не в прямом смысле бедные. Сейчас напишу, только не озвучивай, потом как-то расскажешь. Бедные не в плохом смысле, из-за сочувствия. Но я и говорю, это из-за сочувствия. Ассаламу алейкум, братья. Ночи наши, дуа и соболезнования пострадавшим. У нас в Юждаге тоже есть пострадавшие села. Все по воле Всевышнего вместе эти испытания преодолеем, иншаллах. Братья из Юждага, из селений, которые были потоплены, наши дуа тоже с вами, мы соболезнуем вашей утрате, точно так же,
как и вы, нашим братьям из 3 чеченских селений, Адилатар, Кадыратар и Тутлара. Мы сопереживаем, сделаем все, что от нас зависит, по крайней мере, информационное обеспечение, поддержка, слова, добрые намерения, дуа. Ну, каждый все, что каждый, кто может, тот и сделает. Бяхмабилыш. Вот. Огромная баркала за теплые слова братьям из Южного Дагестана. Надо помогать ауховцам в первую очередь. Щеку я отсюда. Ну, начать с близкого расстояния, то есть ближе всего это, и быстрее будет поддержка, и быстрее дойдет, и мы с тем самым, возможно, будем делать разгрузку. Тот, кто будет помогать, я имею в виду, разгрузит как-то центральную часть и ту часть Дагестана, понимаете? Получается, южную часть Дагестана будет разгружена, если они будут уверены, что кто-то помогает в северной части. Она осталась далуштегдуй, в основном, опять же, ниц кочки пардичане. А так, опять же, не забывайте, что мы речь ведем о гражданской консолидации, об общественниках, о блогерах, вот о них. А что касается спорта и спортсмена, вообще вопрос этот, конечно же, немножко сложный, поскольку я увидел высказывания Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева, кажется, да, где они сказали, что их вроде бы упрекают в том, что почему вы не выскажетесь или почему вы не поддерживаете свой родной Дагестан. Я пытаюсь процитировать их слова. Если я вдруг ошибаюсь, можете меня поправить. Они сказали, что мы не собираемся говорить и рассказывать о том, что мы делаем. То есть есть люди, которые тихо, молча делают это и помогают. Надеюсь, то же самое происходит и по отношению, я имею в виду, и спортсменов, и остальных, кто тихо, молча, не афиширует, помогает нашим братьям, содействует фонду «Рука помощи» и будет содействовать в дальнейшем. И мы будем способствовать этому. Бадыгдич, халхиатек, цуайна, может быть, сажим всех вахланеги. Просто сахилас ладух шайнер, цачамер, шей юртюч, мамед калаюч, там, кыдыгдюч, шайна, шамел биш, ушейниш бюч бар, а уайниша ладуяхча, уайниш хаваш бацар саму, ас бюч бол, блогер бубокш биш бацар шеш, миллионникшим бацуш, миллионникш буал иша, а кыда биша, ат аш бол дер, цун дера, сихвел Алла тарло, не Алла хил тарло, астундер масарк индирдол Алла. Возможно, до меня дошла информация, что есть некоторые люди, которые цанга хумацош, ходяш беш бубах, так кацера далсах обал дуэла шегди Алла гидяш, да халца бош, ходяш беш. Такой спортсмен шхербук санки паршаш, да диштол хохума дяш буиша, уайчан ходяш буиша, так да цара это балмасума дя. Те люди, которые в основном говорят, массухайна дючабу, массухайна бохшабу, и бага бохша, и коч дяшбу чайгуэ бохшу мадаться, но массу цучуячхайна хахун хайниш бейст маляй, та чохихтина, хоршейник бючейниш дючбу, уж хамерван гайски шейн давадош, уцар шаймелдик шейн, ас бохштик цигайц юртан. Мой юртаму хавоша, вай болку думаю, но чаш бол юртаму хавошац. وای بلوگر ساقش داخت وای عیدال سویق غیرت شی وای مخکا دگدیش بود ات عندیا مخکا سویل مخکا حد سنة سویل وای نخشنا اسخا سویل قواش تا حد او خیر چهنا هنا قستال دیش باغ بیش بود سندیره горец башлам не в гараже работает, чтобы экскаваторы упрашивать. Они на своей земле живут, леди. Они не цыгане варалакские. Я же
Брат, не у него помощи прошу. Друзья, не пишите, я сам отвечу. Я понял, почему говорят, потому что здесь могут быть многие люди, которые могут услышать, кто хочет посодействовать. Возможно, они через наш блог услышат там и так далее и тому подобное. Поэтому каждый человек, который переживает, жители Тутлара, конечно же, будут переживать за свои, и они должны сказать «О кахара Цундера, мы должны понимать, честно сказать, после того, как я сегодня поехал туда, Адилятар, Кадыратар, в Тутлар, у меня у самого изменилось мнение, как они мягко разговаривают, как председатель фонда вновь и вновь говорил, мы не попрошайничаем, мы никого ничего не говорим. Тот, кто хочет, поддержите. Стойко, мужественно, как настоящий ночи, чак больше буквально. Да, сейду алцер. Цундера, года луч получана. Я думаю, как показать вам, что там происходит, как там, на самом деле, кто не может поехать, кто хотел бы увидеть, но сам далеко, мы можем показать. А как помочь или каким образом помочь, или как отправить, или что-либо сделать, это решение пускай останется. Может кто-то дуа сделает, может кто-то в хаджи будет просить за них, может кто-то помочь захочет по-своему. Я не могу сказать, вот я видел пару видео, роликов, тоже фонд показывает, одни с Европы, ауховцы запустили там семью из 6 человек, 5 детей там, мать запустили свой дом, пока отсутствует там. Другие другим помогли разместиться. Может, таким образом. Для этого уже проводится эта общественная деятельность и поддержка друг другу. Только поэтому. Мне это немножко сложно, потому что мы в основном занимаемся историей, границей, культурой. Это наша тематика. Ну, аух, да, и самое важное – сегодня стереотипы, которые есть у нас, полностью изменились. Я увидел, как братья-ауховцы говорят, и в основном 80-90% все из них говорили только об одном. Это для меня было самое лучшее. И председатель, и все. Ни один человек не говорил «Вэй наш дуй, вэй хуниадин хорш дуй». Вот таких вот разговоров не было. Я не знаю, я был просто... Там были взрослые, там были молодые. Никаких разговоров таких, которые друг другу там говорили бы, мы отдельная нация, или мы отдельно там, и так далее, и тому подобное, этого не было. Ну да, но разговоры, которые ведутся у нас в Чечне, не все, а некоторые, которые не знают ни истории, которые не знают ничего, которые просто болтают и чешут языком, чтобы он у них отсох, которые говорят, сюли бэй, тига ашбеш сюли бу бац, ехилла бац, үштенуай нохчи бу, боя бац хуар душун церги гойш, хошал гойш, цер дикни уони гойш, шунгур душуниш боци. Да, диалект своеобразный. Все это знают, что акинский диалект другой. Даже в акинском диалекте есть свои наречия, говоры. Потому что вот сегодня мы ехали, они перечислили 3-4 наречия в акинском диалекте. Ну, говоры точнее. И это только показывает богатство нашего языка. А тайпность нохчибу. Гунуай буцига, ширди буцига, занд хуай буцига. Ну, парч хуай нозагуай уштас эхканешем шети витицига ашмамы. Чертуай буцига, бильтуай буцига. И мне это, не считая парч хуай, загуай и так далее и тому подобное. Это было очень приятно. Очень приятно. Я не говорю, что я этого не знал. Я-то это прекрасно знал. Но каждый, кто вэй нохчи ду, вэй цаду, цейр баккичар, кигичар, это мотивация, реально мотивация для всех. Валлай,
цен ногчи муат бюйтсон ца сочо саму дейлер бодик дич. Несмотря на в какое место я поехал, саму дейлер был куда от этих разговоров, я почувствовал, что наша работа, она не напрасна. Что мы реально объединяем людей. Было очень много моих подписчиков, которые подошли, которые сфотографировались, которые рассказывали многое. Даже некоторые знали про Бузуртанова. Вот. Но такая тематика, то есть было очень много интересного и разного. А то завыли весь инет тутларом. Адилятарский пострадал больше. Адилятар пострадал больше всего. Слушайте, давайте, чтобы я сейчас перейду сразу, скажу вам, из пострадавших самый сильно пострадал Адилятар. Вот это большое водохранилище, которое образовалось, о которых я вам говорил, оно находится в Адилятаре. В Адилятаре больше всего ушли дома под воду. Но мы не должны ставить и говорить, здесь больше, там меньше, и там ногчи, и там ногчи, везде ногчи. В Адилятаре тоже есть дома, которые полностью обрушились, и крыша закрыла. В Тутларе то же самое есть, разрушение полное и так далее. Там. У одного человека, жителя Адилятара, погибли 200 голов мелкорогатого скота, 200 баранов. Понимаете? Это какой ущерб у одного человека. Собаки только были, вот осталось пару собак, которые были видны только там, где нету воды. Там ни одной живой души не было. Кошек я вообще не видел. Башлам, ты столько лет плаваешь в теме тейпов и не знал про наречие у акинского диалекта. Честно, валлахи, для меня был акинский диалект. Все. Понимаете? Дальше я не углублялся. Я знал, что есть диалект. Все. Ну, что есть наречие, говоры или наречие, 3 или 4 там. То, что этого я не знал. Врать не буду. Все знать невозможно. Я занимаюсь этнографией, историей. Лингвистика это немножко... Я занимаюсь, конечно, знаю какие-то моменты, но не знал об этом все, как говорится, что есть, то есть. Хасавюрт это ингушский город, бля. Братан, ну оставь ты, да, мы здесь не говорим об ингушах, мы сегодня говорим о трагедии в Дагестане. Дышной будь га. Ты провокатор, гастроном. Я не встречал там дышни, точнее, Хербутига дышни, но я не встречал. Но Гунуай я встречал. И это там много Гунуай было. Или не знаю, волонтеры из них великолепные, но Гунуай было там много. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Твой Чапан Шамхал сбежал, когда его изгнали. Ну, то есть уже своя тема пошла. Ваша жаль, что меня дома не было. Сегодня в Тутларе зашли бы ко мне. Ну, слушайте, я говорю то, что мне сказал имам. Я прошу вас, не пишите здесь эти вещи. Не пишите какие-то между вами, которое было что-то. Мне сказали 200, я вам говорю 200. В акинском диалекте 8 наречий. Доце горовшие мобы туркуя бушвард. У меня отец у мать кумочка. Вот такая вот ситуация там. Вежли, мне без разницы откуда. Шо ногчи ду. Горовшие айттерш мои. Хохчуа. Межги хул хохчуа. Сюли хул хохчуа. Дукка قاست نخبو. وين يقير برت بوخ بطغاتش وين هم سألت غارج ليش وصو قيقا بياشا أشو
يقولاني هكو اتوالدري شيغر تقوى سنيبوش اجزاب رياحة اشي همش تري تري ستوي سرس همش مديتيش والله خزداتز شو خزداتز وي تعبرت بوشة وي تنغوت اديان аш مدي أدل ترى самый пострадавший юрту социгат сахилла السيق حديث نك تجعبول إمام تجعبول إمشيس نك تجعبول ناخا لا مزديش ديلت يوقش بولش ناخ سيق حديث نك دعلا تير بيتش بلاحا إذا سبيتش بوش نو دال جرجحا سوا وانتين بيلبولت شبع استغاس багерца бина. Знаете, что обидно, когда чеченцы Грозного обзывают чеченцев... Так, слушай, Элина, 2026. Я об этом говорил, еще раз тебе говорю. Чеченец Нохчу, который проживает в Хасавюрте, знает больше того, обязательно посмотрю, чеченец Хасавюрта больше знает того, если чеченец из Грозного будет говорить, что якобы Хасавюрта чеченец ахкай бала, иш Хасавюрта Нохчу бала, иш сюлюбу бошу. Я не удивлен, если этот человек безграмотный, солнцунах, кардацаля, цонгшу устагант и абдюлишу, вы над больным человеком смеетесь, издеваетесь, не думаю. Точно так же нужно, как на больного человека, смотреть на этого деграданта, маргинала, который говорит, что Хасавюрта Нохчи сюлюбу. Сюли цун варида вукту и бага. Бац. Талеш дина. Цуантрой. Ширди. Зандхуай. Чертуай. Бильтуай. Битруай. Нохчи шо аш бол. Цан шо дехар дуй. Сюли дуал. Дехар дац. Дин тейпан. Цигع بيش إزبو تعال خينا ويخل موحبو يوم تعزل إسبايت قيا صاوق شراحة تعباقن أش تشوت قيش دول كيرش ديش حاري دكو منش ديش حاري شون خوار در إش خسيور تعمو بسن ويلاه تخوارت إقاتش زدو بوش قيمينش داش دوشو سويق قيتي شو Сейчас цигع аш бол нохчи сюли бубош. Каминш дяш бол черк бахас. Хок айдалу нохчи чвадол айдлу цама гиндоч тол хундош түйштик. Хок айдлу нохчи чвадол айдлу цанц и элла дац эра дац. И они не позволяют. Я лично собственными ушами слышал, как руководитель, руководство имеется в виду и по телевизору, по интернету, таких вопросах никогда этот вопрос в таком формате не позволяет. И за этот язык приходится отвечать тот, кто это говорит. Цундера цадог мадиц. Шейцица, гылкца, адачца, цен, войнохчи, дегдош, хабош будешь. Просто между нами цахиду квадош. И все. Поэтому такая ситуация. И тейп Анди ногчи буй, потому что я слышала, что нет что-то такие ногчи, как ему. عندي تايبا يقع تعتاد إلي أتساد عبيقنا حلقي إنا دقة نوحشي تايبنا شو قرخل دول بيشتو. Понимаете, Цундер? Даудов очень сильно поддерживает чеченцев Хасавюрта. Председатель правительства Магомед Даудов поддерживает все, что касается чеченского народа, чеченской территории и где бы они ни были. Понимаете? Поэтому я видел его выступление, что касается. Точно так же и глава региона Чеченской Республики. Понимаете? Цундера 25
Абрамс Эллет, провокатор у Башлам. Мелни Гутиеши. Хуба. Эфирия шусо. У. Сундера. Вежри, горицы, ксалли. Зайдите друг к другу в директ и пишите там. Не пишите здесь. Кузамаязи. Директ чували шашикасди. Выходит только те, которых они приняли и воспитали. Сержень-Юрт почти все анды живут. В Сержень-Юрте не анды живут. Не надо врать. Что за разговор? В Сержень-Юрте живут и Эршбатуай, и Эрснуай. С чего ты взял, что там все живут анды? Это что за нововведение? Андийский хребет назывался Кистинским. Абсолютно верно. Абсолютно верно. В немецких источниках он изначально назывался Кистинским хребтом. Потом переименовали в Андийский. Турку это чеченцы, 100% чеченцы. Это ответвление от Нашхуай. И произошли из местности Туркал. ДНК показали, что они чистокровные Нохчи J2. Там никаких сомнений нету. Чтобы вы знали, турков чеченцы никогда не называли турками. Я турку. Их называют Хункерхуай. А Турцию называют Хункермохк. Исторически. И турками их сейчас только начали называть. А Тейп имеет свое хорошее древнее происхождение. Анди Асбах частично Анди Вейбу Ошдуз. Это только ДНК может показать, потому что они очень многих приняли. Виделся 6-7 месяцев назад чеченцы пешхой. Ну, чтобы было понятно, мы сегодня обсуждаем об тех наших братьях, которые сегодня пострадали от наводнения. Адилатар, Кадыратар, Тутлар, Кайдар Котар, Адил Котар, Диттишка Ошола, Нохчи Ярчка и Увадюч. А правда, что до Сулака земля была чеченской? Была когда-то, да. И до Каспийского моря тоже была. Башлам Мескруай Мабат, Цани Уш Баминшму. Уж сунайетра, ногчи букус. Башлам, кто такой Турда? Не знаю. Давай только про ДНК не говорить, иначе будет стыдно за чеченов, а не нахчи, а чеченов. Нем как рыба. Я тебя вчера отправил куда подальше, и сегодня отправлю. Я тебя, нарнийца, знаю давно, так что оставь, вонючка. Я знаю, как вы давали ДНК. Когда вы сдадите 1500 пробников, как это сделали чеченцы, тогда поговорим. Они 100 или 200, и то заставили сдать из одного рода и родственных друг другу. Все знаем. Хитрость не прокатит. Идея Таркзина. Я не могу посмотреть во время эфира в директ. Ты понимаешь, что у меня идет прямой эфир? Я только после эфира могу посмотреть директ. Во время эфира я не могу посмотреть директ. Сейчас постараюсь, чтобы было понятно. Нет, здесь я не смогу вам ничего показать. У тебя одна из претензий к имаму Шамилю, что он вводил законы шариата в Чечне.
Пишешь ты, конечно, Айс, допустим, имам Шамиль ты пишешь с большой буквы, шариат Чечня ты пишешь с маленькой буквы, запрещал культуру и традиции, велел наказывать села за ослушание. Так этого требует религия ислам. Пишет мне Чингачгук из Ютуба. Ну, Чингачгук, потому что я не знаю, кто он такой. Слушай, чувак, ну я тебе констатирую факты. Это раз. Что касается принятия шариата, или так говорит ислам, или не говорит, или что говорит ислам, ты ни черта не знаешь. 800 лет, сейчас тебе скажу, с 7 по 15 официальные данные, которые есть и в Википедии, и во всех данных, Дагестан принимал ислам 800 лет. С 7 по 15 век. Ты думаешь, там сразу жили люди по законам шариата? Или во времена Гамзат Бека или Гази Мухаммада жили по законам шариата? По законам шариата были казнены там нуцалханы, ханы и тому подобное. Давай ты мне не будешь рассказывать про шариат. Я не упрекаю Шамиля, я констатирую факты, что были сожжены за то, что не сделали байат, за то, что они не хотели подчиняться его шариату. Или шариату в общем. Я не могу знать, я не жил, но мы констатируем те факты, которые записаны исторически. Сегодня то вы защищаете, то вы не защищаете. Буквально 3 дня тому назад чувак меня убеждал и говорил, что все хасавюртовские и ауховские земли подарил чеченцам имам Шамиль. Это говорят такие, как ты, Лас-Вегас. Такие, как ты, говорят, грамотеи. Чабанские историки. Хотя нет, чабаны это хорошие люди. Горе-историки, ладно. Как можно было такую тупую ересь нести, скажите? То есть вам все, что угодно говорить можно. Вам можно говорить, что великолепные земли Ичкерии, а то бишь Веденского, Нажуиртовского, Курчалойского района, прекрасные, богатейшие лесом, землей, плодородными, со всем этим, что вы подарили вплоть до Аргуна, реки Аргун я имею в виду, ныне город Аргун, где находится Устрадгал, что эти земли были ваши, и вы дали там поселиться и жить чеченцам, и что они были, вам платили дань, вам это говорить можно. И причем на полном серьезе. Хапизову писать про эти книги и рисовать карты, на которых он это указывает, где там карта, конечно, доходит и до Кабардино-Балкарии, где вы говорите, что они данники и платили, были под шамхалами, нуцалами, это вам можно. А то, что я сказал, что были недовольны какие-то общества, были они уничтожены по указанию Шамиля, тебе это не понравилось. Извини, история не пишется, тебе понравилось, я напишу, тебе не понравилось, я не напишу. Так история не пишется. Поэтому хватит рассказывать сказки. Я не противник Шамиля, но я и не героизирую его. Я и не обязан. Но говорить о нем я имею полное право, потому что 20 лет он жил на территории Чечни. Две столицы были в Чечне, не в Дагестане. И именно в Чечне были 2 столицы имамата. Он был имамом Чечни и Дагестана. Когда он пришел в Чечню, он не пришел со своим войском. Он не пришел освобождать Чечню, как вы пытаетесь это приписать. Он пришел раненый после битвы, которая была проиграна в Ахульга. А некоторые источники указывают, что он был очень сильно обижен, потому что его предали там. Я не могу убеждать, я не влазю в вашу историю. Раненый вместе со своим писарем, сыном и еще с одним 4 человека пришли в Чечню. Полгода его лечили. В Биное, в Шатое. И потом через определенное время его выбрали. В 40-м году, кажется, если я не ошибаюсь. В 39-м он пришел.
И в 40-м году, могу путать, его выбрали имамом Чечни и Дагестана. А не так, как ваши историки пишут, имам Дагестана и Чечни. И он ауховцам не дал ничего. Хасавюрта в то время как таковой тоже не было. Хасавюртовские, это все ауховские земли были. Имеется в виду, там проживали акоки, акинцы, ауховцы. Называйте как хотите, акисы. На этих землях. Он им ничего не дал. Он не мог им дать это. Потому что во времена Шейх-Мурзы Окотского ауховцы с этих земель, точно так же, где Адиль-Атар, Кадыр-Атар, Тутлар, ныне Хасавюрт, Акташ-Аух, Ярексы-Аух, оттуда люди проводили свои торговые взаимоотношения вплоть до Астрахани. Об этом есть документы, их опубликовали, можете посмотреть. Кстати, кажется, даже из Дагестанского архивного управления, где акоки вели свой бизнес, нынешними словами, торговлю, и с Кизляром, и с Астраханью. А это не сегодняшний день, чтобы вы понимали, это не как сегодня сел на машину, поехал, приехал, час-два, нет. Даже сегодня до Астрахани далеко. Это говорит о том, что как раз таки ауховцы, акоки, акачане, они жили рядом оттуда. И до Кизляра можно было доехать спокойно. И оттуда уже проще было добраться и до Астрахани. Вот что говорит история. Да, Шейх-Мурза Окотский, если что, жил без малого в 16 веке. 16 век? Да. 1580 годы. Как имам Шамиль мог дать земли ауховцам, когда они там были еще до имама Шамиля, еще за 200-300 лет вперед? Глупости, глупости. Вам говорить можно, а нам констатировать факты нельзя. Уже больше 1500. Нардийцы и Шмюншву. Нардийцы — это люди, которые рассказывают сказки, рассказывают ложную, передают ложную информацию и распространяют ересь и ложь. Так, где и куда? Так, дальше, сейчас, подождите, я отвечу на ваши вопросы. Так, я ответил на вопрос с Ютуба, этот вопрос был. Уже больше 1500, нардийцы, кто, я вам ответил. Ну ладно, после прочитаешь. Хорошо, идея Ларкзина. После, если ты не против, я после прочитаю. Во время эфира я прочитать не могу, это никак. Угу. Так, дальше смотрим. Башлам. Цахаттар далмеги насчет тейпа эргной. Ирисхан, конечно, можно, спрашивай. Задавай. Клянусь Аллахом, нам не нужен имам Шамиль. Говорит Абрамс. Нужен тебе, не нужен, его-то уже нету, оставим уже. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Аксага уқсаге телефон твой, хагмил ухайон, нохчим отбиться истории. Знаю, кто позвонил, имеется в виду, я его знаю, достойный сын чеченского народа, который с ним говорил. Эта тема известна мне, но называть его имя я не буду, дабы свои источники я не распространяю. Да, и сами камни жрали на скалах. Да, великолепные земли отдали нам, а сами себе оставили голые скалы, о которых писал так сильно в своих стихотворениях известный дагестанский писатель Расул Гамзатов, чтобы аварцы держали своих каменных скал и так далее и тому подобное. Прочитайте и узнаете. То есть великолепные земли, великолепные леса, богатые дичью и всем остальным отдали, а сами остались на камнях. Это очень странно, конечно. Если чеченским наибом имам, да, я могу сказать, муртазеки, опять же, элитные войска, спецназ, муртазеки были по некоторым источникам состояли только из чеченцев.
В основном изначально все были рядом с имамом Шамилем чеченцы. Потом уже, когда начали отвоевывать эти селения в Дагестане, только тогда уже начали возвращаться те наибы и остальные, кто был с имамом Шамилем. А прежде, что сказал Шамиль про тех, кто перейдет с той стороны, вы можете прочитать в газете, в дагестанских газетах исторических, там написано об этом, как должны чеченцы. Но это история, я прошу вас, это не разжигание, я прошу не обижаться. Это история, это то, что было, закончилось. Нету сейчас ни имама Шамиля, нету сейчас ни того шариата и людей, всех, кто погиб, поэтому не надо это к сегодняшнему времени перегонять. Если чеченские наибы имама Шамиля говорили про имама Шамиля то, что говорите сейчас, то минимум они вырезали бы языки. Возможно, чеченские наибы, по вашим словам, значит, были тупыми, что слепо шли за ним до конца. Ксай, давай оставим этот вопрос. Кем они были, слепыми, немыми, это ты не знаешь. Ты не знаешь до конца этой истории. Я прошу тебя, не поднимай этот вопрос. Хочешь поговорить, давай встретимся с тобой. Будешь в Грозном, дай мне знать, я тебе расскажу. Ну, не пиши того, что ты не знаешь. Я тебя прошу, ради Аллаха. Не надо, мадица, мадица. Были до конца, шли на смерть. Есть те, которые узнали, есть те, которые цунадак айс наш буцу, эльшура, хочется дичь. Он цехош духом что? Оставь. Чтобы человека узнать, нужно время. Я тебе могу очень много чего рассказать, но я не хочу. Я не оскорбляю ни Шамиля, я не оскорбляю никого. Для меня это историческая личность. Все, не более. А тебе вообще... Ты кому это говоришь? Ксае 5677. Аргной это нагайц? Нет. Аргной это чеченский тейп. Люди должны говорить правду. Клянусь Аллахом. Я мог бы доказать во время войны в 1994 году. Аварцы кричали русским солдатам: убейте этих бородатых чеченцев. Слушайте, ну у вас какая-то тема совсем... Я про что, вы про что? Клянусь Аллахом, аварцы живут в чужих домах. Но это есть, если говорить про Навалак или Ярыксы-Аух, Акташ-Аух, про эти места. Не верь их сказкам, он был внедрен, типа убежал. Не Ароной. Бяхмабил Цавиле. Мои предки жили в Кизляре. Гейзлар Оцунанов Чумата. Вот именно. В группе Кумык Легион зайдите, там все наши земли они приписали себе. Да, есть там такое. Сейчас я должен сделать одно опровержение. Они про реальные земли кумыков сделали карту. Я буду опровергать. Кстати, давайте я вам ее покажу. Если она у меня есть здесь на этом телефоне. Вот. Это карта, которую они скинули и говорят, что эти земли исконно кумыкские. Все бы хорошо, вроде бы так посмотришь и незаметно. Однако весь Гудримес, Хасавюрт, Аух, Кизилюрт, часть Шилковского района, в том числе Гудримес, вплоть до Грозного, по реке Сунжи, это Илиновка, Петропавловка, это часть Бердикель, даже мое родное село туда входит, получается, Джалка, они приписали к себе. Вот кто рисует такие карты, вот это и есть норнийцы, сказочники, болтуны и балаболы. Это карта, опять же, нарисованная, зафиксирована, кто сделал это, когда опубликовал это. И, само собой, мы будем разоблачать всю эту ересь. Вот.
Вот. Вот так вот. Башлам, он шпион внедренный, мало ли, что он скажет. Убежал, погнались, кто-то звонил в ханство. Не знаю. Башлам, сзади, что у тебя за картина? Это Чечня. Сзади это картина природы. Она похожа, конечно, на Чечню. Очень нравится природа. Мне сегодня очень понравилась природа. Там, где проживают чеченцы, особенно хасавюртовские чеченцы с Хасавюртовского района. Очень красивые. Именно в этой части, в северной части, получается, Хасавюрта. Очень красивые леса, очень красивая природа. Я, честно сказать, не знал, что в этой части есть такие прекрасные леса и красивые места. Когда ехал в Кадыр-Атар, Адиль-Атар и в Тутлар. Очень красивые места там, скажу вам, реально очень красиво. И наши братья приглашали, очень хотели, чтобы мы приехали. Да, летом поедем, уже будем надеяться, что когда уже закончатся восстановительные работы, надо поехать к своим братьям Нохчи, которые там проживают, вместе с ними посидеть, пообщаться, поговорить об истории. Надо больше выезжать в такие чеченские селения, которые находятся в Хасавюртовском и в других местах, там, где проживают чеченцы. Общаться. Они очень добрые, тоже рассказывают очень многое. Ну, я вам говорю, вот сегодня, когда рассказали, и я не знал, что на этом же месте находился, а я пытаюсь все узнавать, что именно где находится офис, фонд «Рука помощи» находится на том же месте, где находился офис, который встречал, размещал и помогал беженцам из Чечни в Первую Чеченскую войну. Но для меня это было что-то новое. Это символично, очень символично. Понимаете, это очень реально круто. Кархуай тейп откуда? Кархуай это беженцы с Джейраха, Ваух, чисто Нохчи тейп. Вот тебе ответили. Башлам дал это бойл, дерез хилха, мудрое направление с твоей стороны. Мы обязаны знать свою историю. Историю надо знать, своих нужно знать. Я говорю, всех, кого я не встречал, войнохчи. И это люди, которые живут в Хасавюртовском районе. И многие чеченцы даже и понятия не имеют, что эти 3 селения являются чеченскими. Имеется в виду, что там проживают 95%, 97% чеченцы. Шоно жикты халк бербубок багдой. Шоно жикты тайпа хадерло бубокшега. Заканюрты дарбанхе ош. Психиатрический квертен дикбоч молнах, тех людей, которые больных надо направлять, им сразу можно идти туда. Шону не имеют никакого отношения к евреям. Вообще никакого. И тем более генетически не имеют. Поэтому оставьте Шону в покое. Это достойные, чистокровные Нохчи. Глупые, тупые, необразованные люди есть среди любых тейпов, среди любых народа. Какой-то быдло выдумает, что-то скажет, а потом мы должны в это верить. Зачем? И ссориться, и заниматься внутренним разжиганием внутреннего сепаратизма. Зачем? Это чистокровные Нохчи. Поэтому я вас прошу ради Аллаха, цауг мадиц хараш. Джайраховцы, отдельное чеченское общество, МОАК, Союз тейпов написал. Союз тейпов написал. Да, есть такое мнение. Аварцы были пешками шамхалов. Ну,
слушайте, меня эти истории Дагестана, честно сказать, не сильно интересуют. Занимаюсь только историей нашего народа. Но взаимоотношения с имамом Шамилем в Чечне, это я могу пообщаться. А так, что там у них было внутри, я вас прошу, не занимайтесь свой балабачун, пускай будут кем угодно. Вяпи 100% Нохчибу, там никакого сомнения нету. Кархуай тоже чеченские тейпы, ваухи, переселенцы. Кархуай Нохчибу, но Сунца Балдигдич, переселенцы Жайраха, Эрдат, Дубубуаца, и с Эрдатшем Балдигдич. Да, и не вяпи, нету никакого фяпи, не именно вяпи. Исторически, какими они были, есть и остаются всегда. Так что не воняй там. Для нас они вяпи есть и остаются. И они, кстати, знают, что они вяпи, и они говорят, что они чистокровные нохчи, и они знают это. Начиная от периода и до начала Кавказской войны, заканчивая до 1920-х годы в Чечне, Дагестане, от Чечни к Дагестану отошли земли больше, чем нынешняя Чечня. Вдумайтесь в это. Но у меня такой информации нету больше, чем Чечня, что территории отошли. Это немножко преувеличено. Но отошли земли, да, такое слышал. Башлам, я слышал, что при вторжении Воронцова в Дерга в боях погибло очень много воинов из тейпа Белхтой, которые проживали в село Белготой, Дерга. Это правда, это абсолютная правда. Погибло огромное количество. Точно так же я могу сказать, что при Ичкеринском сражении, в котором и в Даргинском, и в Ичкеринском сражении Шамиля не было. Прошу вас, это не надо писать того, что не было. В обоих сражениях были полководцы и Шуайб Мулла Цинтероевский, и Эски Чертоевский и так далее. Ну, чеченские наибы возглавляли и делали эту спецоперацию, да, противостояние. А в Ичкеринском сражении погибло огромное количество Шоной, погибло Беной огромное количество, именно в Ичкеринском сражении. Я не говорю, что других не погибло. Яухуай погибли, то есть Ширди. А при Даргинском сражении больше всего погибло, и Дерг, основателями селения Дерг являются белготоевцы. Белхтой был основатель Дерг. Оно не Дарго называется, это на русский лад назвали. Никакого отношения к даргинцам оно не имеет. Это Дерга, селение, основанное белготоевцами. Да, в Даргинском сражении погибло больше всего белготоевцев, потому что это фактически это их земля, их гора, имеется в виду из этой области. И это правда, да. По крайней мере, та информация, которая есть у меня. Если кто-то считает по-другому, тогда, не знаю, это его проблема. В Иордании тоже живут чеченцы. Да, в Урду-Махках проживают 35 тысяч мухаджиров. Вот эти названия гор, озер, аулов носят чеченские топонимы Арчи, Аш, Арж, Аш, Арамлам, Арчлам, Тейповая гора, Эрсной, Гуной Лам. Это не вижу я. Так, куда ушло? Тейповая гора, Эрсной, Гуной Лам, часть Казиной, Ам. И прилегающие земли Далым, Дайлам. Вот. Баргняха, я царь, психбольница. Бароняер, Нисба. Башлам, спасибо за приезд к нам. Очень уважаем тебя за прямоту. Ты и Амин Тисаев единственные, кто все вспоминает про нас, про чеченцев, находящихся в Дагестане. Я не вспоминаю, я всегда говорил и буду говорить до тех пор, пока историческая справедливость не сбудется. Это касаемо ауха. А остальное, рассказывать историю мы должны передавать своим детям, мы должны знать, ни в коем случае не вестись на провокации, не заниматься разжигательством, но знать свою историю нужно. Как появилось, как произошло, как это стало ныне Дагестаном, как это стало ныне Хасавюртовским районом. Сколько там проживали наши предки, откуда они переселились, как они переселились. Это все нужно знать и передавать своим детям. А не говорить,
чеченцам, которые в Чечне живут, говорить, что там живут свили, а тем, кто проживает в Дагестане, там говорить, там, мы не чеченцы и так далее и тому подобное. Заставьте это ерунду, ересь, ойцақанду, ойцанохчиду, хабаршмадийцит, ванюкапитарматисит. Все эти земли чеченцев находятся в пределах Дайкастана, абсолютно ферма, абсолютно. Дайкаст нохчима, тавай Дайкаст оршхалацуна. Ирисха, туайта, балива Аллаха, уже бахтаму. Исконно чеченская земля — это низовья Аргуна. Исконная чеченская земля — это Дарьяльского ущелья и заканчивая рекой Сулак. Вот это и исконная чеченская земля. Ну, поскольку ты так говоришь, я тебе отвечаю. Какой привет, такой ответ. Ну вот видите, я сегодня говорю про трагедию в Дагестане. Я рассказываю о чеченцах. Мы говорим про историю нашу. Заходит вот Чекиндез и начинает рассказывать вот эти сказки. Вяпи, хиллабу, хик большбу, нохчи большбу. Все. Царь бошадуй. И никто не понимает на уровне руководства вопросы о возвращении этих земель. Они очеченившие потомки Галгай. Может, Галгай — это бывшие чеченцы? Почему должны быть вяпи очеченившимися? Ладно, я сейчас не хочу переходить, пожалуйста, оставь. Не заставляй меня себя отсюда выкинуть. Аргушишуна нанес питняг. Иштайо и камелдой. Юхшаш эрма квасна яшен жуап модельна ялх вялхшунаш. Аш суик даул хуня ханацик усанацик ват и питняг гюшун чуянел. Я калма айочул камил ших уахоши питан дяштак. Ажуап лоцан. Цат хой ламбу. Адж ам озеро, есть село Риквани, основал Тейп Салвай и Ансалта Цечуай. Ансалта Цечуай я слышал. Чеченцы это просто назвали. Сейчас я тебе помогу. Бисмилля. Пошел отсюда. Буаршиоцум, шокчуасон, ещац. Жимочкин дуйна хачаэль гичмек швацу хачаэльныш. Дуючи хаздата. Так это вопрос закрыли до 2030 года. Вопрос не закрыли и не закрыт. Вопрос временно заморожен. Башлам чечен, башлам чеченец Наиб Шамиля, Даут Мурз или Давлет Мурз. Из какого типа был, из какого селения? Сейчас я тебе не скажу, и ты даже, я не знаю, о каком ты именно говоришь. Ва алейкум ассалам. А откуда такая информация, что до 30-го? Это недостоверная информация. Никто не может. Этот вопрос стоит временно замороженный. Как указал председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов, мы хоть 12 часов ночи, хоть час-два часа ночи, в любое время готовы встретиться и доказать и показать все документально, что данные территории являются Чечней, если мы говорим об этом. Поэтому оставьте на 30 лет, никакие вопросы не закрыты. Да, Анда, Мейлер, да, Эрга, Балка, Технуцал и так далее, наши провинции утерянные. Надеюсь, скоро поднимут этот вопрос. Башлам. White Type Гапла группа J2, вроде бы да, если не ошибаюсь, так и есть. Башлам, как ты считаешь, когда нам жилось лучше, при Николае или при коммуняках? Но это тяжело. Не при Николае, это однозначно. Царское время забудьте. При коммуняках я тоже очень сильно сомневаюсь. И ни те, ни другие, что мы жили. Но если учитывать после возвращения золотые годы и воспитания чеченской интеллигенции, считается 70-е годы и по 90-е, вот эти 20 лет. Это все-таки
ну, считаем, что это времена СССР, вторая половина, да, существования из 70 лет считается наиболее лучшей для нас. А вот ни при Николае, ни в первой половине прихода к власти коммунистов, с учетом депортации, мы не можем назвать его счастливыми или хорошими. Башлам не рассказали бы, если бы начали процесс возвращения наших двух районов. Да, часть вяпи, которые ночью были всегда, сбежали от Галгаев, пишут. Не знаю. Как вяпи и другие чеченцы могут быть ингушами, если сами ингуши это синтетическая нация, созданная из хотели написать представителей разных народов, в том числе и чеченцев, пишет Елсон. Елсон пишет об этом. Читал где-то, что был наиб Шамиля, просто моего 5-6 Давлет Мурза. Спрашиваю, не могу сказать однозначно, Маша. При Элхасе. Элхас это вообще, причем тут Элхас? Насколько я знаю, это в древние времена же Элхас был. Галгай это чисто Кокали, остальные это большинство Нохчи. Так, дальше. Так, чечены в Аухе оказались после того, как Лама Рой Галгай переселились из гор на эти земли. Позднее их очеченившие потомки говорят, что это их земля. Более тупой вещи я в своей жизни не слышал. Так, чеченцы в Аухе оказались. Слушай, насколько я знаю, ауховцы живут на этих землях, когда название Галгай или ингуши не существовало. Вообще. В литературе не существовало. Насколько я знаю. Упоминание акоков, акисов или акки является с 1 века. В 6-7 веке упоминания есть в греческих изданиях. Точнее, от греческих историков. А также упоминания в 14 веке. Во времена нашествия Тамерлана. Скажи мне, о каких Галгай переселились на равнину? Когда они переселились с гор на равнину? Ты что несешь? С гор на равнину Галгай переселились, насколько я знаю, только в 19 веке. А до этого никакие Галгай не переселялись. По крайней мере, нет такого документа. Нет такого на карте. Не знаю, откуда ты это придумал. Ну, наверное, ты из Нарнии там напридумал себе. Очеченившие потомки. На самом деле, чечены это просто название. О, еще один нарнеец. Вот слушайте, что пишут они. Вот заходят и ноют вот так. На самом деле чеченцы это просто название, данное жителям округа Аварского села Чечен Аул Ногайче, Нохче. Ну вот посмотрите. Некий ублюдок, незаконно рожденный под ником Флорбар, 24 нижний дефис, которого я только что заблокировал, под ником Хачи Эйл, сделал новую страницу, добавил и зашел, опять несет то же самое. И скажите мне, если я этому человеку буду отвечать жестко, по делу, оскорбляя его, почему меня должны называть националистом или нацистом? Почему мне потом в директ пишут и просят мне сказать, почему я затрагиваю, там, рассказываю про ингуш. Валлахи, сегодня я вообще не говорил про ингушей ни слова. Вы знаете, мы говорили сегодня и говорим про селения, чеченские селения, которые находятся в Дагестане, в Хасавюртовском районе. Но они зашли, говорят, и как я должен промолчать?
ответьте мне, напишите, как мне нужно относиться к этому человеку. Брат Башлам, в Ютубе есть канал Алан Легион. История. Его ведет профессиональный историк. Там очень много интересных исторических фактов. Фактов про леков и нохчи. Огромная благодарность за информацию. Пожалуйста, брат, который написал мне, напиши, скинь эти данные Ибраиму, ссылку. Ибраим, скинь мне это в директ, мы с тобой посмотрим. Если есть там полезная информация, мы, конечно же, с ней ознакомимся. А тебе от души баркала, брат Лезгин. Ну, поскольку я знаю, исторические потомки Лекаса, Лекана – это лезгины. Чечены – это кумыки, нагайцы, кабардинцы, казаки, аварцы, ингуши, калмыки и так далее, говорящие на искаженном ингушском языке. Господи, умственно больной человек. Смешались под соусом нуцальханства и вичкерии. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Ну, собордила шархачей, даса я каучуа. Надо убрать, потому что я уже читать этого утырка не хочу. Чепуху они никогда не были галгаями, вяпи тогда были отдельным чеченским тейпом, которые занимали множество земель в Джайрах, и просто часть переселилась в Аух. Да, и они это знают прекрасно. Почему их осетины называют бла-благушами? Не знаю. В Аухе жилось лучше при Николае II. Точно могу сказать. В Аухе жилось лучше при Николае II. Могу точно сказать. Но не знаю. Не знаю. Наши аксакалы говорили, что когда нависнет черная туча над Ажлам, силой сами уйдут оттуда. Бергбич у Аментисая Суюча Эмилхала. Бергбич это полководец, воин. Я говорю это не потому, что Амин. Вообще Бергбич это является один из представителей исконно чеченского тейпа Терлуай или Тирвай. Вот он был одним из его представителей, один из руководителей, так сказать, полководцев того периода. Почему осетины называют бла-бла-гушами, я не знаю. Бергбич родофеодальный предводитель чеченцев. Но не всех чеченцев, а именно непосредственно он родопредводитель орлоевцев, который является частью чеченского народа. Ауховские нохчи упомянуты на своих землях еще античными учеными. Я об этом и говорю, с 1 века, кажется. Что за чушь он несет? Наоборот, ауховцы дали на равнине позднее перебрались в леса от татаро-монгол. Почему ВПС осетины называют вас бла-благушами? Халхайловские и так далее. Вернулись. Так. Башлам. А правда, что в Гугле написано, что царя Руси Игоря Святославича спас чеченец Яусар Яулур? Не слышал такого, честно сказать. Я такие не читаю вещи. Выкинь этих. Я уже выкинул его. Этот пишет дебилоид. Он не про Фяпи, а про чеченский тейп Сауха Вяпи. Осетины очень жестко осаживают их. Мы деликатничаем и терпим этот бред. Кстати, когда эти недомужчины пишут всякое, и когда им отвечают соответственно, то настоящие галгайцы начинают возмущаться, типа нас оскорбляют. Да, есть такое. Ассаламу алейкум, брат Башлам. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракату. Башлам. Дериг нохчи қама хун диқар дуқа нохчи қам хун диқар дуқ
bin Bolhan del Auschweiz. Дерес Хилда Сейдуэль Уэнди Харцавац. Тут мне один написал, сейчас вот вопрос написал директ. Ты что, донатишь и так далее и тому подобное. Ну, оскорбляет норвегец, пишет мне. Ну, опять же, сегодня уже сколько часов? Ну, да, почти 2 часа идет у нас эфир. Я ни слова не сказал, я не выставил свои реквизиты, никому ничего не просил и не прошу. А тот, кто знает и кто хочет помочь и все остальное, может просто пройти на мою страницу, увидеть там, отправить. Я не ищу ни похвалы, ничего плохого или хорошего. Мое дело, иманоним, кажется, да? Мое дело максимально помочь распространить достоверную информацию, ознакомить нас с нашей историей, делать добрые дела по мере возможности. Ауховцы, а я так называю всех, кто проживает в междуречье Терека и Сулака, начиная с Акташа Уха и Алексея Руха, для меня это часть моего народа, это достойные сыны Нохчи народа, это так и есть, я знаю, что исторически и так. Любой человек, который говорит, что это не так или это не является достоверным, пускай приходит, пускай все слышат, и пускай здесь докажет, что это иначе. Я тогда соглашусь, что это отдельный народ и вовсе не имеет никакого отношения к чеченцам. А так пустые разговоры, балабольские высказывания, мы их не боимся. Башлам, до выселения чеченцев, это вопрос с Ютуба, до выселения чеченцев в Хасавюртовском округе, да чтоб тебя, было... вот эта информация, которую я хотел с вами сказать. До выселения чеченцев в Хасавюртовском округе было 54 села и хуторов, где жили чеченцы, а аварцев и лакцев здесь вообще не было. Подтверждение перепись 1921 года. Абсолютно верно. И вы знаете, что самое интересное. Насколько я знаю, сегодня я узнал. 42 или 47 селений, где проживают, которые являются чеченскими в Дагестане. Из них чисто чеченскими, в котором проживает больше 90%, это 31 или 32 села. С этой информацией я ознакомился сегодня. Это великолепные числа. И плюс, опять же, квотер маленькие, небольшие, я не говорю там прям большие силы. И сегодня, на сегодняшний день, цифра 200 тысяч чеченцев, которые проживают в Республике Дагестан, это далеко не превышенное, не завышенное. А что касается вопроса Абдул-Керимова, Расула Абдул-Керимова, да, эти документы есть, я был ознакомлен с ними, я их публиковал, еще раз опубликую. На тот период там проживали в основном только чеченцы, кумыки и небольшая часть андийцев. У Берг-Бичи была вражда и споры насчет правления земли Чечни с чеченцами как пула. Знаете, этот вопрос, где точности нету, я не вмешиваюсь. Сюлой и лакцев в 70-х годов не было даже в Махачкале и Кизляре, пишет Ялсон. И не могу сказать этого точно. Башлам, ты как относишься к ингушам, которые не вмешивают, не вымышляют всякие стихи и рассказы против нас? Как я отношусь к таким ингушам? Я отношусь к ним так, как к части своего народа. Это часть нашего народа. Мы единое целое, это наши братья, это наша кровь, это единое целое с нами. Вот так я отношусь к тем братьям и с любовью, с уважением я отношусь к ним. Не как к двум братьям, как они многие говорят, нет, не к двум братьям, а как к единому народу, с разными тайпами.
Я очень люблю достойных братьев среди ингушей, достойных братьев. Но, к сожалению, они почему-то понимают все не так, как нужно понимать. Они, когда я разоблачаю лжецов, они думают, что я говорю про них. Валлахи, биллахи, таллахи, я не говорю про них. Я говорю только про лжецов, те, которые сегодня, мы живем двумя регионами, отдельных республиках, у каждого свое правительство, руководство и все остальное. И сегодня я против того, чтобы, если они называют себя отдельным народом, я против того, чтобы покушались на нашу землю, территорию, покушались на нашу культуру, покушались на наши традиции, на наш язык. Все это сегодня есть. Я против таких людей. Ну ты разошелся и говоришь, что ты на генетическом уровне, не являешься чеченцем. Бая, живи отдельно, не переходи границы. Вот сегодня они зашли, я обсуждаю с братьями Хасавюртовский район, Ауховский район и так далее и тому подобное. Я ни слова о них не говорил. Они заходят, изначально говорят, что там отправили воду первыми, там поддержку фуры отправили в этот фонд поддержки «Рука помощи». Я говорю, что это неправда, что этого не было, и это недостоверно. Они проехали мимо, они отправились в главный штаб в Махачкалу. И в Хасавюрте они не останавливались. Я об этом говорил. И всегда, когда я говорю, вы проехали мимо, я имею в виду вот это. Оставив здесь штаб и братьев, и они могут сказать, мы не знали, что там есть штаб. И поэтому я говорю, это касалось в первую очередь и этого процесса. Я о них не говорил. Я говорил об Адиль-Атаре, Кадырка-Атаре, Тутларе. Я рассказывал о наводнениях. Я об этом говорил. Но они заходят, оскорбляют, начинают писать всякую ерунду. И я говорю им против, ты такой-то, я начинаю их разоблачать. Они говорят, вот ты оскорбляешь целым. Я не оскорбляю народ. Я оскорбляю этих утырков, которые заходят сюда, не зная, о чем я говорю, пытаются оскорбить нас. А как я должен с ним поступить? Они пишут в социальных сетях, они делают посты, они едут в Грузию, ноют, публикуются различные посты, оскорбляющие как руководство Чечни, как весь народ чеченский, в том числе ауховцев. Ауховцев они называют акинцев, ауховцев они сначала называют ингушами. Потом они говорят, что они чеченцы. Потом они говорят, что пришли туда в 19 веке. Делают как хотят. Когда им выгодно, они приписывают, говорят, они говорят на нашем диалекте, они наши. А когда дерется Артур Бетербиев и Бивол, они обнимают Бивола и говорят, вся республика болела за тебя, мы поздравляем. Но это же видно, это не только я вижу, это видит вся республика, все чеченцы. И все об этом знают. Ну, поэтому это не ко мне вопросы, а к людям, кто делает вот такие вещи. Башлам, мы будем говорить до тех пор, пока не вернем свое, а наших по заказу и инг стороной, которые захвачены и присвоены были наши Сунжинский район и Малгобекский район районами 10Г. Я не понял, что за 10Г. Башлам, Нохчкелой, Анди Бу, Олшхазнасун. Балдас, Нохчкелой, Шаберш, чистокровный Нохчибу. Это все ерунда, я прошу, даже не называйте. Итак, Ибраим скинул координаты, точнее номер карточки для поддержки канала и так далее. Там Ибраим Дейресхил дал Сейдуэль, дал Духуахуэл за поддержку, за то, что не забыл про своего брата. Спасибо каждому за поддержку, пишет Ибраим Дейресхил. Дейресхил вашада латихи беркати юэлба. Амин. А я где-то читал, что 84 сел было. Нет, я вам говорю про реальность, то, что есть сегодня. Сегодня есть 47, кажется, они сказали. И 31-32 это чисто чеченские села. То есть с маленьким процентом остальных представителей Дагестана.
Башлам, как мы знаем, Эл-Хас был Белхто. И Хаур 2 был Садой. Вопрос родоначальник Садой. Это Орс. Я не могу сказать. Орсуай, история тейпа Орсуай идет отдельно. Они считаются, что они братья, но Орсуай был Садой, Свадой был. Некоторые говорят Садой, Орс Садой, Ол, Цац больше Садой, Орсуай, Ол. Я не хочу сегодня, я не могу сказать, что это один тейп. Я знаю, что это разные два тейпа с разными двумя, хоть и близко стоящими горами в Чеберлоевском районе. И Садуа, и Орсуа являются чеберлоевцами. Но вот что странно. Некоторые Садуи, они говорят, что они не являются чеберлоевцами, что они являются отдельные, как там Дишни, или Майстуай, или там Мулкуай, являются отдельным тейпом, который не входит в чеберлоевский тухум. Однако Орсуай такого никогда не заявляет, и Орсуай всегда говорят сейчас Чеберлой Баолца. Несовпадений очень много, поэтому я считаю, что Орсуай Баую, Орсуай Ламбу это отдельно, Садуай Ламбу, Бауяц это отдельно. Что касается, кто был родоначальником и так далее, это вопрос больше, наверное, я не хочу туда встревать в их межтейповые отношения. Это лучший ответ, брат. Я такого же мнения. Теперь скажи, пожалуйста, есть ли среди ингушей те, которые поддерживают твою позицию? Есть очень многие, с которыми я общался, которые говорят, что мы одно единое целое, но они не хотят об этом объявлять, потому что, как они мне говорят, они говорят, что мы не хотим проблем у себя в регионе из-за того, что он сказал. И я им верю. Почему? Поясню. Потому что с 18 по сегодняшнее время 20, 18, 19, 20, сколько, 26, 8 лет. 8 лет ко мне в прямой эфир, показывая свое лицо, приходили многие ингуши. Общались, мы приходили к единому целому, что мы одно целое, одна семья, одна кровь, настоящее единое целое. Братья и так далее и тому подобное. Но на второй день они полностью отказывались и просили удалить данное видео с Ютуба. Они умоляли в каком плане? Я нисколько не отказываюсь от своих слов, они говорили мне. Но, к сожалению, там, моему отцу там, предъяву сказали и так далее. Там, вот Ибраим является свидетелем этому. Вы можете спросить Ибраима с десяток, с 20, 10-20 человек из Ютуба. Это обычно мы не удаляем ни один ролик. Ютуб-канал Ибраим руководит. Это его проект, а удалили по просьбе. У Ибраима удалили 20-25, кажется, прямых эфиров, которые по 4-5 часов были. Только потому, что они попросили что-нибудь проблемщина. И только на моей памяти был только один брат, который сказал, что он считает падалью, грязью, гнидой и так далее, всеми грязными словами. Он назвал Руслана Бузуртанова, ну и всех тех, кто это говорит и разжигает между нами. Я ему сказал, не говори у меня в эфире таких слов, ты же завтра попросишь удалить. И он сказал, какое мое мнение, есть такое останется. И я клянусь, что я завтра не передумаю и не скажу удалить. На самом деле этот один парень, кажется, его звали Ислам, он достойный брат из ингушей. Он как сказал, так и остался. На второй день он не написал, не попросил видео удалить. И он остался среди тех людей, которые держат свое слово и не боится за свои слова и свои поступки. Вот был один брат, кажется, Ислам зовут его. И он должен быть. И он не отказался и не убрал свое видео. Остальные 99% все удалены по их просьбе, потому что им начинали создавать проблемы, их отцу, матери и так далее. Даже некоторые говорили, что его отцу на утренний намаз, мы ночью сделали эфир, на утренний намаз, когда он пришел, а он был из семейства, кажется, из фамилии Мальсаговых.
Он пришел, пообщался, он сказал, я знаю, что мы Нохчи, что мы один народ. Ну, мы пообщались, он задал вопрос по истории, ответил, он ушел на второй день, на утренний намаз. Ему сказали, он вечером во время эфира приходит и говорит моему отцу, то ли угрожали, то ли что-то сказали. И он просил, что не хочет, чтобы вот эти разговоры были. Какое там имеет право твой сын общаться там с Башламом, кто ему давал право, такие вещи, короче, сказали. И он говорит, я знаю, что мы одно целое, но я прошу тебя удалить. И я сказал, и Ибрахима попросил, и сам удалил этот ролик. Ну, такая вот ситуация есть, поэтому Башлам дал си дуэл хадер эсхил нохчикам хо вицхар ишята. Нохчикам цахал диез вой цаду иншалла раман вой барт бичане дал лаха кида иштахиду. Я про то, что они не являются отдельной нацией, что у них язык наш общий, нохчимат. Такие. Были такие. Количество сказать точно не могу. Но не больше с десяток. Не с больше десяток, поэтому были такие. Есть и те, кто согласен с этим среди Галгай. Галга Чеченской Республики 100% с этим согласен. Но вру, не 100, 95%. А что касается ингушей, я не знаю. Оттуда вот те, которые говорили, они в основном, те, которые это говорят, это Уастхуай, это Цхорвай. Именно что из Галгай Шахара такое говорили, я не слышал. Имеется в виду, они согласны с тем, что мы братья, но не больше. Язык один, нохчимат. Но ты сейчас говоришь о вещах, которые ты прекрасно знаешь, что они с этим не согласятся. Если бы они бы соглашались с этим, да сейчас и нохчи не требуют этого. Сейчас и чеченцы не хотят, чтобы они говорили, что мы один народ. Наши недоброжелатели хотят, чтобы нохчи народ шашсан безродный хумш. Я говоря гар нохчи вац, ервац, и бесит, что нохчи народ это единый менталитет, что у нас единый менталитет. Понятно, Расул был Карим. Башлам, мы жители Хасавюрта, чеченской национальности, нас около 200 тысяч. Расул Абдул-Каримов, вы жители Хасавюрта, я знаю, брат, я об этом говорю уже 8 лет, что у вас 200 тысяч, это минимум, и что у вас очень много. И в Хасавюрте, это область Ауха, начиная от, как я сказал ранее, и до Каспийского моря. Не забывайте, Хасавюрт это не такое древнее историческое название. А вот эта область всегда называлась Аухом. Но это исторически. Вы, конечно, сейчас я не пытаюсь изменить. Шунохчи хельчани вайкиум юштачун. Вайкиум боштачун. Шеш нохчи дуйху, шебеш алку, аш нохчи дубош, вай алка ичани. Вай цахули, вай дал эхту бир бошур. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам, маршал ду вежешку. Делер салам, маршал ду вежешку. У ингушей вообще нет будущего по причине того, что нету национальной идентичности, и их скоро аннулируют, либо включат в состав Осетии, либо в Чечне. Это искусственный проект. Я не знаю, у меня такой информации нету. Башлам, Дагестане, Рвая, Юрча, Хаярзур, вопрос, лорд Схватин, дол решать, я жду дат с Кремля. Я не знаю духуаха такого вопроса. И никогда не слышал об этом. Вопрос замороженный по Дагестану, это в основном нежилые селения. А то, что лорд поставил такой вопрос перед Москвой, я такого не слышал. У меня нет такой информации.
Хотя я слежу за всеми политическими новостями и политическими лидерами и Дагестана, и Чечни, и Ингушетии. Алейкум ассалам. То есть выступлениями, блогами наблюдаю. Ингуше было бы выгодно вернуться в Чечню, но готовы ли чеченцы их принять? Это вопрос. Думаю, надо вернуть оттуда наши тейпы, а потомков... я не буду зачитывать кого, потому что я боюсь, что это не надо такие вещи писать. Как думаешь, когда будет восстановлен Ауховский район? Пишет Маулид. Я надеюсь, что Ауховский район будет возвращен в ближайшее время. Мы должны всегда надеяться на хорошее. Я очень на это надеюсь. Почему? Потому что невозможно вот этот вопрос, который очень болезненный для севера Дагестана, висел вечно. Дай Аллах, чтобы он разрешился быстрее, и я смог бы сделать посты и говорить: вот достойные братья пришли к решению, вернули все, что получили незаконным путем от тирана Сталина, поняли, что это харамное дело, и вернули все дома, мечети, кладбища, названия их исконным хозяевам, и мы будем достойными, хорошими соседями, братьями, мусульманинами, и никто друг друга не будет ни в чем упрекать. Вот такой ответ тебе, Маулид. Брат Башлам, когда все мы справимся с этими природными бедствиями, иншаллах, ты обязательно приезжай в Юждаг. Много интересных исторических фактов узнаешь. Юждаг, приезжай и узнаешь, документы и артефакты есть. Братья Лезгины, я с радостью приму ваше приглашение. Я приеду в Юждаг. Очень хочу пообщаться с вами, с братьями Лезгинами. У вас великолепная и богатейшая история, я это знаю. Вы достойные сыны автохтонный народ Кавказа. Без всякого сомнения, чеченцы вас любят, уважают. И, честно сказать, вы один из народов Дагестана, который никогда не оскорбляет, не обвиняет чеченцев ни в чем. И у нас великолепные взаимоотношения в этом плане. Меня как-то один из наших соседей, братьев, мусульман по происхождению Сюли, мне говорит: почему вы любите больше лезгин, чеченцы, нежели чем аварцев? Они же с вами не воевали вместе, так как аварцы. Аварцев было больше во время Кавказской войны. Ну, во-первых, если мы говорим о Кавказской войне, это было буквально, 150-170 лет тому назад, пускай будет так, плюс-минус. Нету еще даже 2 веков, когда была Кавказская война. Абсолютно верно. Тут, да, были лезгины, были аварцы. Но было ли их больше, чем другие национальности, я уверен, не буду. Потому что в данной ситуации дидойцы и андийцы идут отдельно. А сегодня, по указанию или нет, сегодня некоторые говорят, что нет, не по указанию, сегодня андийцы и дидойцы стали аварцами. Ну, это так, по крайней мере, сами представители этих маленьких народов приходят и говорят, и рассказывают. Есть достаточно видеоинтервью, где говорят и рассказывают, что их родной язык вымирает и так далее и тому подобное. Поэтому говорить, было их больше или нет, я не могу, но все-таки, может, даже пускай было. Окей, пускай они были все, были во время Кавказской войны аварцами, и было их больше. Хорошо, согласен. Однако Сюли не знает о том, что во времена Кавказской Албании лезгины в тот период, лезгины граничили именно с чеченцами. То есть у нас была территория, мы были фактически, по крайней мере, история так говорит. И в Кавказской Албании были великолепные взаимоотношения лезгинов, потомков лекосов. Они призывали к себе
в наемники и одно самые элитные войска во времена Кавказской Албании были из чеченцев. И они помогали друг другу. Опять об этом же написал профессор и доктор исторических наук. И должна уже выйти книга, которая написал, что взаимодействие между чеченцами и лезгинами великолепное было во времена Кавказской Албании. И ни о каких аварцах там и речи нету. То есть что я хочу сказать? Исконно когда-то в древности мы граничили, возможно. И взаимоотношения с лезгинами у нас были хорошие, братские, помогали, и во время войн помогали. Это древняя история, и мы ее чтим и уважаем. И несмотря на это, сегодня лезгины, на самом деле, многострадальный народ, они разделены на две части. Часть из них осталась в Азербайджане, часть из них осталась в Дагестане. Разъединили, их земли разъединили. Много трагических моментов в истории лезгин. Много что у нас совпадает с ними. Поэтому, и несмотря на все это, они только с лучшей стороны к нам относятся. И мы относимся к ним с лучшей стороны. Я обязательно, по мере возможности, когда вся эта стихийная непонятка уладится, приеду с другом, приеду в Юждаг, пообщаемся, посмотрим, почитаем, вы расскажете, покажете. Дербент реально очень древний исторический город, сколько я знаю. Так что потомки, по крайней мере, по древнегрузинским источникам, Леки и Нохчи являются сыновьями одного отца. Но это, по крайней мере, по грузинским источникам. Они оба являются сыном Кавказаса. Младшим сыном является Лезгин, Лекас, старшим братом является непосредственно Нохчи является. Ну, по крайней мере, грузины так описывают это. Что было на самом деле, знает только Всевышний Аллах. А так взаимодействию, взаимной истории, как все происходило, буду только рад услышать вашу версию, послушать вас о вашей истории. Как-то так. Дальше смотрим. Есть про Нохчи и Леки. Надеюсь, очень на это. Ассаламу алейкум, башламу алейкум. А почему Нохкварт так назвали? Нохкварт, не понял, что за Нохкварт. Не понял вопроса. Знаешь ли ты страницу в Кистете? Да. Нет, не знаю, Богу, я умственно больной, некий человек, который вел его, знал. Не человека знал, а кто этот паблик видел, пока он не заблокировал. Кто этот недочеловек? Нет, я не знаю, что это за умственно отсталый, и мне дела, честно, нету. Он столько грязи говорил про Нохчи, весь блог направлен на что-либо осквернение. Ну, что ты будешь с незаконно рожденными узнавать? Достойный, тот, кто является достойным, он не побоится показать свое лицо и говорить все face of face. Вот и все. Чеченская, Суджинская равнина и Псидахский район нужно вернуть. Насчет Псидаха согласен с тобой полностью. Псидах, исконно чеченское село, но вернуть это сложно. Это невозможно фактически, это анклав. Башлам, ассаламу алейкум, алейкум, салам, башлам, милу царь угрожать дешь. Мусор Тимаров. Кому угрожать, я не понял вопроса. Башлама, правда, что Хоура 2 Болгудутьеш вместе со своим братом Суракатом собрал войско, разгромил Хунзах. Слушайте,
Если у вас есть какая-то книга, где это написано, спросите, я скажу вам, читал я это, нет, достоверно это нет. А правда или нет, говорит такое. Я нигде ничего подобного не читал, таких книг я не видел. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум. Соха саюртер вахар хову, тайпан занд хову. Так, занд хову. Занд хову. Хуна Аллах рез хил. Абяш болч болхана. Эту мукшал вэлхун. Дэ рез хил дал сей дуэл. Аухира خسيرتر زند قواش دال سي دوال زند قوای دوق تيبدو يحيوش تيبدو ديك تيبدو سديش زند قوا خيروات ريشتات ساني داقا زند قواش حبل دقون قويبو يحيوش غيز حاجة Эльбек Хадж Зендакский, последний имамом Кавказа, который считает легендарные личности, этот тейп воспитал, поэтому Вайлайрам Бунохчи тейп ништяне дал на сердце. Что чеченцы делают, чтобы восстановить аух? Что чеченцы делают, чтобы восстановить аух? Создают общественные организации, подают документы, напрашиваются и просят об аудиенции муфтия Республики Дагестан. Отправляют письма каждому новому главе, который приедет и просит восстановить и решить вопрос о закон, чтобы исполнили закон о реабилитации, который был принят еще 30 с лишним лет тому назад, чтобы был выполнен закон, который внутренний, дагестанский, который говорит о восстановлении Ауховского района и переселении лакцев и всех, кто проживает в ауховских домах. Вот чем занимаются ауховцы, чеченцы. Они делают все, что возможно и невозможно, чтобы восстановить Ауховский район. Но им противостоит кучка маргиналов, отщепенцев, чеченофобов, чечено-ненавистников, которые оправдывают харамные проживания в чеченских ауховских домах, которые оправдывают любое бесчинство, которое проводят те, кто против того, чтобы ауховцы вернулись в свои земли, свои дома и так далее и тому подобное. Маулид, если бы я тебя не знал бы, я бы, может быть, и ответил по-другому. Но я знаю, кто ты и как ты эти вопросы задаешь. И я буду отвечать тебе так жестко, как есть на самом деле. Я не вру, я констатирую только факты. И все. Возможно, есть и другие факты, но я, по крайней мере, с ними пока не знаком. Вот так вот. Навряд ли они это поймут. Делархит сун галгай войнах царнюкаха усалнах дукхилар долит сюг хархатташ дал сейдуэл хабашлам со вару хаволчи дересхил дал сейдуэл ха. Башлам оправдали сгины, поддержали теми бибота. Да, я слышал эту информацию. Также лезгины и воевали во времена имамата Шамиля. И неправда, что лезгины не воевали. Вы воевали и были на стороне имама Шамиля. И именно лезгины и лезгинский великий шейх, устаз, вселение Ахты исламским наукам обучал первого имама Кавказа шейха Мансура. Имя его забыл. Мухаммад Ярагский, если я не ошибаюсь. Так что с лезгинами, лезгины первый, кто принял ислам в Дагестане, первый, кто его изучал, распространял, ислам, шариат, это все наши братья-лезгины, достойные сыны Дагестана. Это пришлые среди ингушей хотят притащить и всех остальных ногчей, которые оказались там в пределах новой республики Ингушетии под позорную присягу.
пишет Ялансон. А правда, что целый полк дагестанцев воевали за царя против Шамиля? Конечно, правда. Во время пленения Шамиля те, кто пришел брать его в плен, частично были этой национальности и говорили они на аварском языке, чтобы он сдался. Вы заметили, что любой историк или блогер и так далее именно то армянскую, то монголоидную физиономию. Лезгины и внешне очень похожи на чеченцев. Не зря раньше всех дагестанцев называли лезгинами, а земли до Дербента МВД СССР включили в состав Чечни. Да, есть многие карты, на которых более древняя территория от Грузии и до самого Дербента называется и записаны они лезгинами. Это ныне земли лезгинов, даргинцев, аварцев и лакцев. Ну, лакцы по последним документам считаются, что они пришли из Персии, по крайней мере, персидские, иранские ученые так доказывают. Не знаю, Аллаху алам. Ну, вот как-то так, походу. Ну, то, что к лезгинам, автохтонным народам относятся аварцы, даргинцы и лезгины, именно к этому названию, под этим названием именовали всех в древности. Я это слышал. Черт возьми, говорят, что глава Дагестана будет другой человек. Конечно, вполне возможно. Я не знаю. Ну, по крайней мере, блогеры везде об этом говорят. Ассаламу алейкум. Можно узнать, ва алейкум ассалам, какому тейпу принадлежит Ригхой. Ва алейкум ассалам, Ригхой. Исконно чеченский тейп принадлежит к Чеберлоевскому тухуму. Являются чеченцами. Ответил. Количество их от 3 до 7 тысяч. Есть своя родовая гора, есть своя мечеть. Башню еще не восстановили. Проживают по всей территории. Ригхой относится к чеберлоевцам. Чеберлоевскому тухуму. Так, ва алейкум салам, я же сказал, да. Дальше. Ва алейкум салам, к какому тейпу принадлежит Ригхой? Ответил, опять написал, 2 раза, что ли? Кто именно стоит барьером по восстановлению ауха, лакцы или власть Дагестана или Кремль? Кремль точно нет. Кремль выделял деньги для строительства этих домов и всего остального. И в конце концов, когда уже начали чересчур, насколько я знаю, владею информацией, 2-3 раза выделяли деньги даже на каждого семьянина. Начали, потому что когда они приходили в чеченские дома, они приходили там, допустим, мать, отец и 5 детей. Вот это было, они занимали один дом, да, чеченцев. А сегодня, когда уже начали говорить о том, что им построят, они построили 6 или 7 новых селений, микрорайоны. Они просили уже 6 доделов или квартир, или домов, правильно будет, 5 своим детям и мать с отцу отдельно. Насколько я знаю, им это тоже государство готово, пошли навстречу. Второй шаг, говорили о том, чтобы, не знаю, достоверно или нет, опять же, здесь очень сложно говорить, что попросили там на переезд, им дали, потом просили они деньги за зеленку, потом за пристройки. И вот потом уже Москва сказала, они обнаглели. Получается, Кремль не против. Во-первых, Кремль не против, потому что они приняли закон о реабилитации. Если бы не было закона о реабилитации, тогда можно было сказать, что Кремль против, и это вина Кремля. И Сталина нет уже давно живых, которого обвиняют. Очень странно другая тенденция, что лакцы и аварцы обвиняют, по крайней мере нам пишут и обвиняют Сталина в том, что он якобы их депортировал, насильственно переселил на чеченские земли. А с другой стороны, они ходят с портретами
с футболками со Сталином, целуют его бюсты, выставляют их на своих воротах, вешают портреты или же выставляют их на машинах. Какой-то когнитивный диссонанс получается, я не знаю. Конечно, это дело каждого, хочешь люби, хочешь нет, но с одной стороны, говорят, их насильственно пересекли. Если как может человек держать портрет или публиковать там рисунок Сталина, футболку носить со Сталином, если он их предков насильственно переселил с гор на плодородные земли ауховцев. Еще писать, что это трагический день, что в дороге погибло такое большое количество, что от дизентерии погибло в плохих местах ауховцев, погибли столько людей. Эти статьи вы можете найти на Лакском блоге, Аварском блоге, где они пишут о трагическом, мне кажется, и те, и другие. Сейчас появилась эта трагическая дата, с одного района в другой район переселили. Виноват в этом должен быть ведь Сталин, потому что Сталин выслал чеченцев, и чеченцы прекрасно знают, что это сделал Сталин. И я не знаю, честно сказать, какая-то такая. Поэтому я не думаю, что это Кремль виноват. Не потому, что там я защищаю Кремль. Ну, давайте говорить объективно, что есть, то есть. А потом, что касается или власть Дагестана, лакцы или власть Дагестана. Власть Дагестана меняется. И сменилось уже несколько президентов. Сейчас, походу, опять еще один поменяется. Но ситуация в Аухе не меняется. Я не могу сказать 100%, нету никаких официальных документов, а мы говорим об официальных документах, что есть какой-то указ, приказ официально, где говорится, чтобы лакцы ни в коем случае не уезжали с этих домов. Ни постановлений, ни распоряжения правительства, я такого не видел. Говорить, что это сделали власти Дагестана, я не могу. Остается только один вопрос. Сами лакцы. Ну, те лакцы, которые не живут в Ауховском районе, к которым у нас нормальные отношения, они говорят, что мы противники того, чтобы в ваших домах жили, на ваших землях жили лакцы. И они не поддерживают. Это было в моем прямом эфире, вы можете зайти посмотреть. Один из представителей лакцев говорил, что мы, братья, с чеченцами, мы ничего против не имеем, хорошие отношения. И в том числе, он говорит, я и всех, кого я знаю, лакцы, которые не проживают в Новолакском районе, они не поддерживают тех лакцев, которые, по крайней мере, это звучало так у меня в эфире. Что на самом деле, насколько это правда или нет, знает только Всевышний Аллах. Если он врал, я вру. Если он говорит правду, я говорю правду. Поэтому не могу сказать, что все лакцы виноваты. То есть лакцы, которые не проживают там, я не уверен, что они виноваты, потому что они и не живут в чеченских, в чужих домах. Вот такая вот ситуация. Поэтому более ответить по этому вопросу. Хэ шунгири отсюляш лилваш дерг, когда я не буду рекламировать этого человека, поехал цхан зудчуна зуд да, кто мне поможет, Бож. Слушайте, я определенных блогеров не называю фамилию, потому что, во-первых, я не хочу делать им рекламу, во-вторых, свое мнение по этим выступлениям, их выступлениям я уже сказал. Что он там поехал, что он подарил, это его личные деньги. Правильно он сделал? Нет. Люди, все простые люди сами будут об этом говорить и сами это все знают. То, что другие поступили, орали и так далее, я не знаю. Лезгины приняли первыми ислам. Почему? Почему тогда мечеть в Кумухе 1400 лет? Мечеть в Кумухе 1400 лет, братан. То есть ты хочешь сказать, какой сегодня, скажите мне, в каком году, какой сегодня по хиджре год, скажите мне,
чтобы я этому человеку указал, что он несет бред про 1400 лет. Если я не ошибаюсь, сейчас 1400, то ли 44, то ли 47 год. Правильно? То есть ты хочешь сказать, по хиджре, когда было 40 лет, 47 лет, плюс-минус, в Кумухе была мечеть? Ну, для начала. Скажи мне, хотя не говори, зачем, я просто риторические вопросы задам. В каком году Умар бин Хаттаб, который был правителем после смерти Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, был Абу Бакр Сиддик, потом был Умар бин Хаттаб, и только во времена Умар бин Хаттаба началось завоевание Кавказа. И каким таким образом в этом промежутке появилась мечеть в Кумухе, я не знаю. 1400 лет ему или нет, это не мое дело, я не хочу туда влазить. Но то, что лезгины приняли первые, это однозначно. И физически, и географически, потому что в Дербенте, Южном Дагестане, вплоть до Азербайджана, которые сегодня некоторые персы говорят, что принадлежит им, граничили с Персией, граничили лезгины. И первыми, кто принял ислам, могли быть только лезгины. Я не знаю, если перепрыгнули через них, автоматически их оставили, и, как ты говоришь, приняли там другие, это дастиш фантастиш. Хотя, Аллаху алям. Ца вахнир бохар дацер нохчиш ел маце вер. Не понял этого вопроса. Машейн и так далее. И тому подобное. Ассаламу алейкум ва алейкум ассалам. Рикхуай. Я ответил, кому относится Рикхуай. Рикхуай это Чеберлай. Это чеченцы. Башлам. Не знаешь, почему Нахкварт так назвали? Ну, логически, лингвистически нужно разобрать. А так не знаю. Нахчикварт ал еще Нахчикварт ошхазасун. Это возвышенность, где главная местность для научиться в том или иной местности, где собирались из Хошхаза, но других я не знаю. Может, какое-то другое. Это гора в Бамуте. Башлам, все, кто тут говорит о тебе плохо, забирают твои грехи. Альхамдулилlah. Тебе повезло. Тхо хюец дохон. Да, до 0,95, ДРС хил дал сейдуэль. Башлам, галгашен проблемш хил эл удалить ина элар а. Цен проблемш хангарю бахар. Хангю бахар. Царь. Царь проблемш хангю бахар. Я не понял вопроса, но я постараюсь тебе ответить. Они говорили, проблемы создают там внутри другие представители этого народа. Так они говорили. Тейпа и так далее и тому подобное. Называть имена они не называли. Дальше. Салам алейкум, ва алейкум ассалам. Башлам. Нохчи халха сарир бохш юк яхан хили киет сарир пачал чисто аварский. Сарир семсеми самсир вайер сарир сюлишир. Сугался валя ищет хилакы. Вазар и так далее и тому подобное. Отправил запрос. Не отправляй мне запрос.
Сегодня принять запрос я не смогу. Это персональная вина тех, кто живет в этих домах. Даже один их проповедник открыто сказал, что харам жить в чужих домах без срока давности. Кумыки – остатки от монгол, пишет Гайсумов. Татаро-монгол, я бы сказал. Не монгол. Монголы это все-таки определенная часть. А вот татаро-монголы это общая другая часть. Почему тогда Кумух был столицей Дагестана? Слушай, я не хочу влазить в ваши дела. Честно не хочу. Башлам грипп каятаун. Ансар цахат грипп. Просто сегодня целый день на ногах. Сегодня, по идее, я должен был выспаться. Но я ездил сегодня в Дагестан, затопленное селение. Адиль, Ватар, Тутлар, Кадер, Атар. И там на ветру, может быть, чуть-чуть грубо стал голос, а так нет, не гриппую, не болею. И Симсир Дзурдзуки Шинохчи Пачалхлец. Детально ясен книжк или информацию ссылки Юхвигауша. Ильяс, смотри, про Симсир Шаят вроде бы говорят, если я не ошибаюсь, о нем написал Амин Тисаев. Что касается Дзурдзукети, подробно, неподробно, об этом пишет грузинский писатель Леонтий Мравели. Он рассказывает о каких-то периодах про дзурдзуков. А также есть книга, где про дзурдзуков написана вот такая книга Хасана Бакаева, которая называется «Великолепная книга нашего чеченского историка «Чеченские этнонимы и древность». Здесь на странице 108 ты найдешь 15 параграф «Чеченцы Дзурдзуки», 16 параграф «Этимология названия Дзурдзуки», 17 параграф «Дзурдзуки Бунтурки», 18 параграф «Сарматы и Дзурдзуки», 19 параграф Дзурдзуки в Причерноморье. То есть раз, два, три, четыре, пять. 5 параграфов ты найдешь про Дзурдзука в этой книге. Что касается про Симсир, только вроде бы кто-то мне там скидывал, что Амин Тисаев об этом написал, другого. Про Симсир описаны только краткая информация, больше другого у меня нету. У меня, по крайней мере, нет. Может, Башлам устал по глазам видно. Башлам еле-еле читает то, что вы пишете, честно сказать. И уже мутнеет. Я просто интересуюсь у тебя, как у истории. Мувайд, я не хочу на этот вопрос отвечать, честно сказать. Я и так уже много наговорил. Ну, ладно. Я говорил про Лезгин и наши хорошие отношения с лезгинами. Потому что брат Лезгин пригласил меня отдохнуть, пообщаться, поговорить про историю, про Лезгин и Нохчий народ. Я за это ему огромную благодарность выражаю. Если бы ты сказал, я лакец, приезжаю там, я не знаю, в Лакию, или как она у вас называется там. У нас есть взаимоотношения между чеченцами и лакцами прекрасно. Есть история, это. Сказал бы, может, я бы тебе точно так же бы и ответил. Но поскольку ты ничего не говорил подобное, лезешь в наши взаимоотношения с лезгинами, которые тебя не касаются никаким образом. Ни боком, никаким криком и так далее и тому подобное. Зачем? Если у нас хорошие взаимоотношения, с ними оставь. Скажи, альхамдулиллах, хорошо, что у вас хорошие взаимоотношения. Тебе это будет халал. Башлам. Башлам. Хил хуна. Тяхват.
Başlam. Хил хунт яха хитин. Нарнишен мир кияттаун. Но им дубадык дич. Ассаламу алейкум алейкум. Нохчи аварци муат бийцер. Халк цхатер хилабог. Багдуй башлам. Алейкум салам. Во-первых, аварци ош дуашвай дац. Нохчи мата аварчи хасюли ол. Нохчи сюли муат бийцер. Халха цахла иза багдац. И хума совет айда дольч хайнаха. Наха дагестанская языковая группа Аль-Эрду. Цастол дешниш лула хиларитер хаят сгоушидуэ, но цамуат хилла сюлиши нохчи боги багдац. Цанна аур багдац. Я просто интересуюсь у тебя как у историка. У меня нету мыслей возвысить свой народ. Я же и не унижаю твой народ. Я народы вообще не унижаю. Есть конкретные люди с конкретными адресами, с конкретными помыслами. Мы говорим о них. Про народы я не имею права. С точки зрения ислама лакцы являются мусульманами. И для меня грех, как для мусульманина, говорить что-то обо всем народе, который тем более я не знаю. Поэтому к тебе никаких проблем нету. А что касается логически, я тебе просто привел пару примеров про 1400 лет. Ты должен понимать, я дальше раскручивать не хочу. Математически посчитай. То есть ты говоришь, после смерти пророка Мухаммада через 47 лет якобы мечеть построили даже не после, а когда хиджру сделал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, начинается исламский календарь, и ты говоришь, что через 47 лет мечеть у вас построена. Что очень странно. Ни один, я не знаю, ладно, я не хочу туда вмешиваться. Говоришь, 1400, да хоть 1450 лет пускай будет. Неважно, что я думаю. Башлам, а в ТикТоке видели комментарии с Сюли, как они претендуют на Шарой? Да, говорят, что вернут Кенхи, когда русские уйдут. Кенхи это чисто Нохчи село, как писал Гильденштейн, если я не ошибаюсь. С тех пор она официально переводилась как Белая река, Кенхи. На Шарой претендовать не имеет права никто. Во времена имама Шамиля были времена, где рассказывали, что это было наше, это там. Все шаройские тейпы показывают чисто чеченское ДНК, и они чеченцы. В основном все J2 и к Сюле никакого отношения не имеют. Претендуют, когда русские уйдут. Когда русские уйдут, во-первых, с Дагестана русские, Россия никогда не уйдет, а значит, болтать об этом не надо. Это просто балаболы, болтуны. Не обращайте на этих людей внимания. Они знают, что Россия никогда с Дагестана не уйдет, вот и сидят и болтают это. Потому что одни одно говорят, другие другое говорят. А какие претензии? Где там дома, где там захоронения? Все чеченские кладбища, все чеченские постройки, я не знаю, шейхом истории, ларуша, пахюкша, хаухшчун, ханбия нохчи, сейпусрадия, бахансарс, дерес хилузре, уайқи оршум дас бадик дич, уайнца, уай книгш, иец карч, иец цаджим азгона, осталац, оршук, Ибраим, в основном, с YouTube чурцать выжребу, они знают, как донатить через YouTube, через Donation Alerts они отправляют. А те, кто живет в России, поддерживают нас обычно на моей странице. Я сегодня не выставил. Есть номер карты ВТБ. Сбербанка нет у меня. Можете Сбербанк, Шаргона. Обычно туда отправляю. Я кем шансоли, а я что на книга, уец карта, уец. Больше ничего. Сокитанги даже и шло бушеваться. За один эфир 2-3 человека пытаются меня задеть и сказать что-то про донат, но сейчас я и этих реквизитов не выставляю. И сегодня Ибраим выставил реквизиты, не более.
Башлам видел игру про эпоху Кавказской войны с имамом Шамилем, которые в этом году хотят выпустить Сюли. Нет, не видел. Я уверен, 100% античеченская пропаганда будет в игре. Ну, давайте поживем, увидим, посмотрим. По хиджре Кумухской мечети 162 года. Игра названа как по 1400 лет. Братан, я не знаю, по хиджре, нет, я не знаю. 1400 лет ты сказал. А я тебе сказал, что сейчас 1400 с лишним 40 или 44, 45, я не знаю, может 47 лет. Сейчас я не помню по исламскому календарю сколько. Просто исходя из исламского календаря, исламский лунный календарь пришел при исламе. То есть во время правления пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, если не позже. Вот этот период времени. Ты говоришь, мечети 1400 лет. Элементарно, отними от 1440 там, с лишним лет, отними 1400 лет, и ты за какой промежуток после возникновения ислама, а точнее исламского календаря, ты говоришь, что появилась эта мечеть. То есть распространение ислама, по сути, даже, может быть, и не дошло. Как вы могли построить мечеть, когда ислам еще не дошел на эти территории в этот период? Я тебе об этом говорю. Может, я ошибаюсь, может, ты не так сказал, всякое может быть. Но это ваше дело. Если ты говоришь 1400 лет, Аллах тебе судья. Все здесь слышат это, и если ты соврал перед таким количеством людей, в судный день тебе за это отвечать. Братан, я так тебе скажу. Я думаю, в этногенезе аварцев участвовали нохчи. Возможно, было нохчи общество, которое смешалось с монголо-татарами и образовал народ Сюли. Не, я не знаю, я такого не слышал, у меня нет такой информации, честно скажу вам. Если бы я где-то читал такое, сказал, но я такого не читал. И если не читал, не видел, то остальное это все фантазии, наши гипотезы, не более. Башлам. А вы нохчи схаболар сириер ха был олшхазнесун не сириер. Шемар. Шема это другое немножко. Сунцуна хуэдра. Не сириер. Шем. И Шем, когда Шам, когда говорят, почему-то с сегодняшней Сирией сравнивают его. Есть, да, по на 95, есть такие разговоры о том, что, ну, речь идет о большом пространстве, это междуречье Терека, Олакас, Тигром и Ефратом, или область, где существовало государство Хурита-Урарское государство. Вот на их огромной территории оттуда пришли, есть такое предание, оно устное, оно записанное и везде передается. Насколько это достоверно, некоторые сегодняшние современные исследователи и историки не соглашаются с этим и говорят, что это неправда. Однако, почему они не соглашаются? Они говорят, что мы не пришли ниоткуда. Наоборот, отсюда туда ушли. Есть две версии. Другая версия говорят, что оттуда пришли через Кавказский хребет, горы. Сперва основали город Нахичевань в Турции, потом Нахичевань город в Грузии. Все подтверждается документально. Вы можете это найти у Хасана Бакаева. Это все в Грузии, кажется, Нахичевань разрушен. Ну и, само собой, после Грузии осели там, где мы сидим. Но Нахичеване строились и дальше, вплоть до Дона. Вот такая вот ситуация. Поэтому как-то так. Мы просто Шам, когда говорят, все почему-то путают его с нынешней Сирией, с государством Сирия. Когда русские уйдут, это вообще придется переехать каждому на землю своих далеких предков. Башлам, Шамиль без чеченцев продержался меньше 3-4 месяцев. Это правда. Если не ошибаюсь. 4 месяца точно. Как думаешь, сколько продержатся без чеченцев, если? Я не понял, что если? Я не понял, Маша.
Да, это было Хандири Схил Сейд Хамзат Бакри. Башлам, как относишься к термину нахо-дагестанский? Я негативно отношусь. Сразу говорю и не считаю его достоверным. Более правильно адыганахская языковая группа более достоверна. Изначально она была и таковой. Это более правильно. И да, адыги, наши братья, как и лезгины, являются автохтонным народом. И да, даже по хурита-урартскому государству, соседями хурита-урартцев, с которыми были великолепные отношения, были хатты или хетты, предки. Хотя некоторые адыги не соглашаются, но нынешних адыгов, черкесов, кабардинцев. То есть и там, на Ближнем Востоке, было два государства по соседству. И здесь мы граничили, между нами не было никаких ни ингушей, ни осетин, ни, само собой, вообще каких-либо ставропольчан и терских казаков. Мы граничили вместе с ними по соседству, с братьями-адыгами. Вот такая. Но это мое мнение. Соглашаться, не соглашаться, я вас не прошу об этом. Самая древняя мечеть в Юждаге, в Дербенте и в Цахуре 950 лет. Нет, Лекин, он пишет, что 1400 лет. Я не знаю, откуда он эту цифру взял, честно сказать. Интересно, Башлам, Хазария или еврейское государство было ли тут? Честно скажу, я слышал ученые, которые разделились на две части. Одни говорят, что хазарский каганат это все вымысел и выдумка. Другие говорят, что существовал. Мне очень сложно. Написано очень много, но... Ой, честно вам сказать, сейчас поднялись большие дебаты среди историков, что был ли вообще Чингисхан. И сами монголы говорят, что такого человека не существовало, что это неправда, что это все выдумка России. Ну и очень много лингвистики говорят, почему, если 300 лет правили монголы русскими, то есть Россией, почему не осталось никакого наследия в языке, то есть в языке русском от монголов. Потому что за 300 лет, 280, ладно, лет должно было остаться много слов, если они были под влиянием монгол. Однако говорят, что было очень много там определенных, если не 1000, тюркских слов. Они говорят, по видимости, были тюрки, а монголы все-таки, как я понимаю, возможно, не говорю, что это так, это выдумка. И про Чингисхана, и про памятник Чингисхана я читал некоторые статьи научные, они говорят, что вполне возможно, что это миф. Было какое-то государство с определенным названием, но остальное это якобы все фейк. Знает только Аллах. Башлам. Скиф, швей, ху, гергалоду. Да, формирование нашего народа поучаствовали, или считается, хотя скифов себе кто только не приписывает. И русские приписывают, и другие. Однако формирование нашего народа вполне возможно. В древности сыграли роль определенные скифские племена. Скифы, сарматы, кемерийцы. Кавказ это была, как вы знаете, главной артерией шелкового пути и так далее и тому подобное. По-видимому, формирование нашего народа скифы тоже сыграли свою роль. Насколько это достоверно или нет, об этом говорить немножко сложно. Русские говорят, что это южные славяне. Кумыки, тюркские племена говорят, что скифы были ими. Европейцы, немцы говорят, что скифы это их предки. То есть это сколько людей, как оспаривают тему с древними аланами, аланы наши, так и оспаривается вопрос со скифами. Однако при формировании то, что были скифы, сарматы у нас и археологически, то есть
археологи находили или на нашей, да, огромной, на нашей территории находили артефакты, принадлежавшие скифам, сарматам, аланам. Так что я уверен почему-то, что они непосредственно имеют роль формирования нашего народа в древности. Какие лакцы, персы, вы лакца от перса не можете отличить. У нас даже похожих слов нету. Осетина — это перс. Слушай, Мавлид, давай так, зайди, посмотри, буквально еще полгода тому назад иранский профессор, ученый, доказал и показал, что лакцы являются, переселились в Дагестан, переселили их, поскольку эта местность была полностью под Персией. Кого хотели, переселяли, кого хотели, заселяли. И это он утверждает. Это не я утверждаю. Я не говорю, что у вас есть одинаковые слова. Нету. Эта статья была на первых страницах русских обозревателей, точнее российского сегмента интернета. И какого-то опровержения я не видел. Если я не ошибаюсь, в телеграм-канале, возможно, дзурдзуки чеченцы дзурдзуки или дзурдзуки чеченцы, кажется, я у него видел, или же у блогера видел официальную статью, которая опубликована, где говорится, что лакцы — это потомки персов. Что касается того, что ты говоришь, что осетины являются ираноязычными, ну, осетины это не отрицают. Это как бы факт. Но то, что это заявил иранский ученый, профессор, или доктор, или профессор, я не видел опровержения. Видел я где-то статьи о том, что якобы лакцы являются автохтонным народом Дагестана, а что они являются потомками аккадцев. Я читал. Кстати, это писали сами лакцы. Много разных версий. Я не знаю, честно сказать. Врать не буду. Я говорю, сужу по статьям, которые читаю. Если есть опровержение, окей. Нету опровержения, значит согласны. Вот так. Как-то так. Говорят, ни одного доказательства, что Хазария или еврейское государство не было на Кавказе. Ну, я читал об этом и, честно сказать, я читал об этом, то, что это выдуманное государство не существовало никогда. Черт его знает, с древней историей все сложно. Кайцахум дар сачо интересно. Войновчи ислам дин вайпаих марвош дуинте яца нахлабой бадуй баду варвац. Я не могу этого подтвердить. Войновчи хилла ош хазнесун. И опровергнуть я не могу, и подтвердить я не могу. Кстати, но если говорить законами логики и законами истории, я такого слышал только, когда начали говорить об том, что чеченскую шапку, сумку носили только из кусков, которые дал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда пошли представители нахи общества, нахи или общества к нему. И вот исходя из этого говорится, что мы приняли ислам со времен пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Подтвердить я этого не могу, потому что нет достоверных источников, кроме устных рассказов. Устные рассказы — это полевой материал, который доказать очень сложно. Разговоры есть, но доказательств у меня нету. Так и так далее. Башлам Чингисхан был монголом, тюркизированный. И Тамерлан тоже был монголом, родился на землях там, где Узбекистан знал язык тюрков. То, что где земли Узбекистана Тамерлан родился, я знаю.
А вот про Чингисхана я не слышал. Брат, я перепутал. Кумухской мечети 1247 лет. Это исторически закрепленный факт по хиджре 162 год. Ну, видишь, уже, как говорится, ну ладно, если был, ты говоришь, и Кумух был столицей Дагестана, тоже исторически закреплен. Но то, что, кажется, Кумух был столицей определенное время какой-то части Дагестана, я это слышал. Чайберлой воевали против Тимура и имама Шамиля. Да, Чайберлой воевали против, часть чайберлойцев воевала против имама Шамиля. Определенный тип. В Иране есть субъектность, так называемые лакцы. Лакцы дагестанцы и лакцы Персии – это один и тот же народ, пишет Ялсон. Так у осетин язык тоже похож на персидский, а у лакцев свой язык очень схож с даргинским. Я не знаю. Вот и бог вас. Почему лакцы Дагестана не вернули своих лакцам Иран? Ну, ладно, это не. Осетинский историк Абаев утверждает, что осетины в древности говорили на нохче языке. Не знаю. Какие-то слова, может, использовали, но остро. Башлам Сюли утверждает, что жена Ермолова была... Сюли врут. Во-первых, это не Сюли утверждает, а гунки. Во-вторых, все жены Ермолова, по официальным данным и зафиксированным данным, все 3 жены были кумычками. Не в обиду нашим братьям и соседям кумыкам. Ни одна из них не является чеченкой. Так что это все ерунда. Не слушайте. Итак, друзья, я вас прошу прощения, но боюсь, что перед вами уже глаза слипаются, и зевать мне очень некрасиво. Огромная благодарность вам, Шундерия Схилда Асидуэл. Я постараюсь завтра ролики понемножку загрузить, которые я сделал сегодня в Адиле Атаре, в Тутларе и Кадыр Атаре. Посмотрите, что происходит на самом деле после наводнения, после 2 наводнений в 3 чеченских селах Хасавюртовского района. Прошу обратить внимание, делать дуа за наших братьев из Дагестана, просить у Всевышнего Аллаха. И кто хочет поддержать, конечно же, можете обратиться в фонд «Рука помощи», если не ошибаюсь, и поддержать их. Дал сей дуэл. Если будут вопросы, пишите в директ, постараюсь ответить. Если я каким-то образом кого-то обидел, задел или оскорбил, я прошу ради Всевышнего Аллаха простить меня и не обижаться. Мы читаем, мы рассказываем то, что мы знаем и понимаем. Еще раз повторюсь, когда мы начали сегодняшнюю дискуссию, чтобы люди не переворачивали, не меняли смысл слова, когда я говорил о тех, кто там Нохчал, Онхал, Адмал, я рассказывал именно про тех блогеров, которые 24 часа крутят, сидят и говорят, что вот мы соболезнуем, мы поедем вот скоро, когда у нас будет возможность и все остальное, в Дагестан, братьям и все остальное. Я говорил конкретно этим блогерам и призывал именно этих людей, которые не проезжали и обратили внимание на наши села. Что касается спортсменов, я беру свои слова обратно, потому что спортсмены, тайна, не тайна, помогают, и эта информация сейчас у меня оказалась буквально полчаса тому назад, они помогают. Спортсмены оставляем, а блогерам все точно так же освещайте в первую очередь проблемы своих. Вот. Следующий эфир у нас будет в пятницу. Любые вопросы, общение по истории, если у вас есть карты по Чеченской Республике, Древней Чечне и все остальное, пишите, отправляйте в директ. Это важно, это нужно, это интересно. Если я не опубликовал, я буду публиковать и показывать. Точно так же фейки, которые размещают какие-то нарнийские националисты касаемо территории, которая переходит на Чечню, на чеченские территории, будь то
Сюли, будь то гунки, будь то голы, если вы где-то увидели, и они говорят, что вот эти земли наши, или исторически были наши, и публикуют эту ересь недостоверную, скидывайте фотографии или скрины ко мне в директ. Разоблачим, покажем как есть, достоверность и так далее и тому подобное. Никому не позволено врать и посягать на территорию ночи народа. Мы сами не посягаем на чужую территорию, но и на свою тоже не позволим. Опять же, если вы говорите о какой-то истории, поясняйте людям и говорите, это когда-то в истории было. Возможно, достоверно, возможно, нет. Утверждать и говорить, вы нам платили, вы то все, вот эти сказки проплатили, вы нам это делали и так далее. Прошло всего, я же сказал, не прошло и 200 лет. Понимаете? Не прошло 200 лет с того периода. Мы как жили в то время с достойными соседями, с достойными мусульманами, братьями, допустим, как кумыки, мы живем и сейчас в хороших взаимоотношениях, дружеских взаимоотношениях. С нагайцами то же самое, с лезгинами то же самое, с адыгами то же самое. Некоторые люди не нравятся, когда не нравятся хорошие взаимоотношения между кумыками и чеченцами, они пытаются стравить, писать под кумыкскими именами, кумыкскими якобы я кумык там, и оскорбляют чеченцев и так далее и тому-то. Знаете, посмотрите, проверьте, кто занимается провокацией, кто это делает специально, чтобы стравить нас между собой. Не верьте этим людям. Это вполне возможно, что это третье лицо, которое не имеет никакого отношения ни к чеченцам, не имеет никакого отношения ни к кумыкам и так далее. То же самое касается лезгин, то же самое касается адыгов и так далее и тому подобное. Разговаривайте с людьми, никогда не материтесь, никогда не оскорбляйте мать, отца и так далее и тому подобное. Это показывает только вашу слабость. Общайтесь всегда на равных, общайтесь культурно, доказывайте фактами, историей, математикой, логикой, философией, лингвистикой. Победите вы, увидят все. Если вы не правы, никогда не стыдно остановиться вовремя, сказать, я ошибался, я был неправ, брат, ты прав. Понимаете? Вот так должно быть. Берегите себя, всем доброй ночи. Еще раз всем, кто пострадал от паводков в Дагестане, дай Аллах вам скорейшего восстановления, дай Аллах вам здоровья, терпения и уповайте на Всевышнего Аллаха, все будет хорошо. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. С вами был ваш брат Башлам. Адикюэль машаллах.